Приветствуем всех любителей спорта, в частности, вольной борьбы. Национальная вещательная компания «Саха» начинает прямую трансляцию с Центра спортивной подготовки «Триумф», где с минуты на минуту начнется заключительный день, заключительный третий день нашего 11-го международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при памяти Дмитрия Петровича Коркина. Но как бы не хотелось, да, все равно у всего есть конец. Да. Сегодня последний день нашего замечательного турнира. И сейчас у нас, как объявили, на арене у нас сегодня соревновательный день будет проходить на центральном ковре, ковре «Б». Следить за происходящим будем мы, я, Власий Сергеев, и наш частый гость Салтан Сергеевич Засеев. Спасибо. Ну что ж, Салтан Сергеевич, какие ожидания перед стартом заключительного дня? Ну, я надеюсь, что сегодня у якутских борцов будет медали. Ну, в финале никто не борется, но за третье место, я думаю, ребята завоюют медали. Ну, а кто в финал вышел, покажет красивую борьбу. Потому что в преддверии выборов, завтра выборы, всем желаю, чтобы выборы прошли хорошо. Народ, чтобы выбрал своих кандидатов. Вот. И ребята, вот им, чтобы настроение народу подняли, чтобы они завтра спокойной душой уже голосовали. А борьба будет красивая, потому что и зрителям удобно будет. На одном ковре они все увидят. Когда 3 ковра, очень тяжело зрителям ориентироваться. Да, верно, абсолютно верно подметили вы, Салтан Сергеевич. Это удобно и зрителям, которые присутствуют сегодня, да. И так и удобно для наших телезрителей. Конечно. Да, ну что ж, сегодня для наших дорогих телезрителей я хочу напомнить, что у нас будут состязания в весовых категориях до 61, 70, 79 и 125 килограммов. Ну что ж, где-то буквально пару минут назад объявили то, что соревнования должны были открыть Айтал Захаров и Андрей Бекренев, но у представителя Беларуси возникли осложнения, да. Видимо, по здоровью, да, какие-то проблемы возникли, и он не сможет выйти на ковер. Таким образом, Айтал Захаров сегодня, одержал первую победу, да? Ну да, он продолжает еще утешаться. Да, ну и сейчас, по всей видимости, мы ждем схватку следующую. Это у нас также весовая категория до 61 килограмма. Ожидаем выхода Джулусхана Татонова и Владислава Андросова. Оба являются представителями России. Ну и говоря о составе, Салтан Сергеевич, у нас в этом году как никогда, да? Да, большой состав, звездный состав. Вчера у нас, вот мы начали говорить о том, что надеемся, что у всех будет хорошее настроение. Вчера нас очень порадовали Виктор Рассадин и Арьян Тютрин. Порадовали всех любителей якутского спорта своими победами. Ну и надеемся, что успехи наших спортсменов будут и сегодня. Да, Салтан Сергеевич, вчера у нас и были сюрпризы. Вот как думаете, вот? Да, ну, то, что Рамонов проиграл, они очень часто встречаются вместе. Ну, я думаю, Сасан не в такой оптимальной форме. Он сейчас себя потихоньку подводит. С каждым соревнованием вот, лучше себя чувствует. А Чимиза, все были удивлены, конечно, за 12 секунд, как так балл отдать. Вот такой опытный борец. Ну, Сучков, конечно, мне сильно понравился. Он молодой, растет. С каждым соревнованием он лучше и лучше борется. И, конечно, мне приятно было, это сын моего друга, что он выиграл у Чимиза. Ну, вечером мы с Чимизой в гостинице виделись. Нормально, улыбается, отдыхает. Потому что эти турниры, для них это старты. Чтобы стартовать. А для молодых ребят, да, чтобы завоевать звание мастера спорта международного класса. У нас в России единственный турнир это Коркин, где мастер международный присваивает победителям, потому что здесь всегда кворум есть. Там есть по положению менее 15 стран должно быть, не менее. А здесь 30 за 30 стран. И здесь присваивают международную.
Вот я Тютрина поздравляю, по-моему, он мастер спорта был. Сейчас международного класса выполнил норматив. Сучков выполнил. Так что это приятно, когда молодые вот так идут. Да, сенсации вот. Больше вот Чемиза, когда я там проиграл Сучкову. А Рамонов там, и, честно говоря, мы вчера разговаривали между собой, что Рамонов проиграет, не выиграет. А он перед этой схваткой с грузином выложился полностью. Вышел и не смог, видимо, еще не готов столько схваток проводить. Да, вчера, кстати, я думаю, телезрители, которые наблюдали за нашей телетрансляцией вот после схватки с Франком Чемиза, Никита Сучков поделился впечатлениями, и он сказал то, что настраивался на это противостояние как на обычную схватку, да? Да. То есть не было такого, что особенно он там собирался с мыслями. Он говорил то, что как на обычную схватку настроился, вышел и выложился, и, собственно, добился успеха. Ну, тогда вот правильно Никита говорит, с него такого спроса не было, что обязательно выиграть. Он вышел, боролся в свое удовольствие. Вот при длительной встрече, когда Тютин боролся первый день, он выходил, он удовольствие получал, как он борется. Вот от борьбы он удовольствие получал. Некоторые, да, тяжело им дается, они там упираются, все, чтобы выиграть любыми путями. Я на Тютерина посмотрел первый день, но он удовольствие получал. Он, как для него это радость выходить на ковер. И такие броски, такие 3 схватки. У него 30 с чем-то баллов набрал за 3 схватки. Это же для зрителей, это самое такое, для чего они приходят, чтобы посмотрели зрелищную борьбу, красивую, броски, приемы. Вот они удовольствие получили первый день. Ну, безусловно, такие яркие, результативные действия, конечно же, украшают любые соревнования, Конечно. да? Ну и говоря о как раз-таки зрителях, да, Салтан Сергеевич, эксперты, вот сами борцы неоднократно отмечали то, что в Якутии вот несколько иначе, да, вот зрители наблюдают, ну, вживую те, кто вот присутствует, то, что они, ну, объективно, очень внимательно, что ли, вот вы к нам приезжаете очень часто, вы судите данные соревнования очень много лет, и что можете сказать по этому поводу? Я как-то интервью давал. Это зрители, это вообще профессионалы у вас, болельщики, да. Я их очень уважаю, люблю, ваших болельщиков. Даже вот 3 года тому назад чемпионат России было в Махачкале, они не могли, группа ваших тулинетных болельщиков. Я аккредитации собрал, штук 15 отдал, и они меня до сих пор благодарят. Ну что ж, началась борьба. Да, посмотрим, как сейчас себя проявят борцы, наши телезрители, зрители, которые присутствуют активно. У нас развиваются события. Татонов как вошел, да, в эту схватку сразу. 8-0. 8-0. Это у них первая встреча утешительная. Да, весовая категория до 61 килограмма. У нас получается Джилусхан Татонов в красном трико. Ну и, соответственно, в синем Владислав Андросов. Все, 10-0. Быстро встреча закончилась. Скоротечная такая встреча у нас получилась. И очень быстрая и красивая победа Джилусхана Татонова. Поздравляем. Дорогие телезрители, триумф у нас потихоньку начинает заполняться. И хотелось бы отметить для вас, у нас сегодня программа следующая. С 11 до 13 часов у нас будут проходить утешительные встречи. И после часового перерыва в 14:00 начнем финалы. Да, наблюдать за финалами заключительного дня. Болельщики готовят себя к финалу, скорее всего. Да, поэтому всех приглашаем в Центр спортивной подготовки «Триумф». Ну, а у кого нет возможности, как раз-таки, да, наша телетрансляция вам поможет. Все встречи увидят. Да. Сегодня еще погода хорошая. Да, на центральной площади музыка играет, народ отдыхает. Да, ну что ж,
ждем следующей схватки. Как мы заявили ранее, у нас сегодня все встречи будут проходить на ковре Б, на центральном ковре. Поэтому, дорогие друзья, мы сегодня увидим абсолютно все схватки, как отметил Салтан Сергеевич. Ну что ж. Здесь тоже неявка. Да, неявка спортсмена. На ковер приглашаются Албан Авакумов, Россия, Айдын Тажигали, Казахстан. И сейчас мы переходим к утешительным поединкам весовой категории до 70 килограммов. Сейчас у нас выйдут Албан Авакумов и против него Айдын Тажигали из Казахстана. На ваших телеэкранах Албан Авакумов. Ну что ж, все готово для начала этой схватки. Очень хороший вес был вчера состав, 70 килограмм. Итак, утешительный поединок весовой категории до 70 килограммов. Ведут в красном трико представитель команды России, Республики Саха, Албан Авакумов. Албан Авакумову 18 лет. Да, дорогие друзья, хотим сделать такое объявление. Вместе с этой схваткой у нас будет в утренней программе всего 7 встреч. Поэтому я думаю, что мы закончим чуть пораньше. Да, пораньше. Айдын Тажигали, мастер спорта России. Борьбой занимается... Ну что ж, давайте наблюдать за встречей Авакумова и Тажигали. Мы видим то, что борцы присматриваются. Айдын Тажигали, чемпион Республики Казахстан до 23 лет. Салтан Сергеевич, вы сказали то, что отметили то, что очень хороший состав, да, в весовой категории до 70 килограммов. Какая схватка вам больше всего понравилась? Знаете, они на 3 коврах боролись. И мы как комментаторы, если один ковер взяли, мы на этот ковер смотрим. Но на этом ковре у нас боролся вот как раз четвертьфинал Романов с грузинским борцом. Романов за первые минуты 5-0 проигрывал, а потом отыграл, выиграл 17-5 выиграл встречу. Вот. А так все встречи были нормальные, напряженные, хорошая борьба, качество борьбы хорошее. Ну и наши студенты, вот, которые судят, экзамен, которые сейчас здесь сдают, вот, они понравились мне, как они судят, молодые вот ребята. Таких ошибок грубых вообще не было. Четко, все нормально. У нас же еще экзамен здесь сдают. В прошлом году экзамен был в Якутии, в этом году это большой плюс. Да, всегда вот наш турнир, да, международный турнир памяти Дмитрия Петровича Коркина, у нас это не только соревнования, а еще и очень много других интересных событий. И как раз вот Салтан Сергеевич заметил то, что вот как раз проходили курсы повышения квалификации судей. И как я знаю, 2 представителя Якутии тоже проходили. И успешно проходят. Да. Поэтому на этих соревнованиях что-то новое для себя обретают не только спортсмены и болельщики, но и, конечно же, судьи. А знаете, если какие-то изменения бывают в правилах, или вот ЮВВ что-то вносит в проведение соревнования, вот, чемпионат мира прошло, обычно бывает, Коркин турнир начинается. И здесь, в Якутии, первое, надо закатать мотыком, можно сказать. В России, Якутии начинают все. Вот эти помосты, вот это как выходят и финалисты, оформление. Специально вот в Кемерово эти приезжают и смотрят, как вот для себя это все взять. Ну вот сейчас видим, Авакумов может, да, и возьмет. Ой, как получается интересно у нас. Последние секунды первого периода. 4 балла. Молодец.
Обманул него. Да. Да, ничего не сделать. 4 балла. Зачем 4-2. Ну и челлендж у нас. Уваров зачем выкидывает? 4-2. Вернее, 4 балла было. И от радости, может, выбросил этот челлендж. Ну что, 12 секунд остается. Молодец. Собрался. Но это первый период только закончился. 4-4. Все, борьба все впереди. Еще один период. Ну, под конец, да, первого периода борцы Да. включились. У нас еще здесь в России вот буквально лет 10-15 семинары не проводили повышение курса этих судей. И началось отсюда с Якутии. И каждый год сейчас проходит перед Курским турниром, всегда проходит вот, семинары повышения квалификации судей. Так что это большое дело. Руководители заинтересованы. Это плюс большой. Безусловно. Да. Айкидо 22 года, борьбой занимается 7 лет. Является Ну, проведение соревнований самый это вот триумф. Я много езжу и по России везде. Это самый оптимальный, самый красивый, самый удобный триумф. среди молодежи. Да, конечно, прекрасные условия имеются у нас в столице республики для проведения подобных масштабных Да. соревнований. Второй период. Дорогие друзья, Албан Авакумов, Россия, и Айдын Тажигали, Казахстан. Условия прекрасные, конечно. Два балла еще есть, проиграл. Ну, он еще молодой парень. Казахский борец более опытный. Да, по ходу еще вчерашнего соревновательного дня мы вот несколько раз, да, видели то, что опыт все-таки опыт. Конечно. Но качество борьбы очень хорошее было 2 дня. 4 балла проиграл наш борец. Да, 10-4. Как быстро счет меняется. Да. Ну и еще 2 балла. 12-4. По времени у нас остается 1,5 минуты, а если быть точнее, минута 29 секунд. 12-4 впереди представитель Казахстана. Надо, да, активизироваться Авакумову и попытаться, да, за оставшееся время что-нибудь придумать. Давай, давай, иди до конца. Не боится, молодец. Знаете, здесь еще призовой фонд очень приличный. В России у нас нет в одном турнире такого фонда призового. Так что вот и ребята приехали и побороться, и материально свои поправить. Да, у нас турнир юбилейный, поэтому да. в этом году у нас во всех планах постарались, очень хорошо постарались, конечно же, организаторы. Очень солидные призовые, состав очень хороший. Ну, в принципе, как отмечают все гости, организация на хорошем уровне. На высшем уровне. Ну и почетные гости были такие знаменитые. Да. Вот сегодня утром улетели Артур Таймазов, трехкратный олимпийский чемпион. Олимпийские чемпионы были. Вот
10 баллов разрыв, все. Да, ну что ж, завершается у нас данная схватка в пользу представителя Казахстана Айдына Тажигали. 14-4. Как бы ни старался Алпан Абакумов, Айдын к Тажигали, сожалению, успех Казахстан. в этой встрече не на его стороне. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой продолжим смотреть заключительный день нашего международного турнира. Ирина Никифорова, Ильяна Павлова, Айсен Лугинов, Жанна Ксенофонтова, Илья Портнягин, Татьяна Легантьева, Роман Дорофеев, Сардана Федорова, Сергей Баланов, Нюргиана Шадрина, Алексей Егоров, Ольга Дорофеева, Федот Львов, Ирина Попова. Мен Эйген Таптыбын. Бүтейдәк орта осколатыгар арас сылларга үйрәммет үлеләбет күнді выпускниктар бытын, учуталлар бытын, бу жыл балаган ыйын 15 күнүгер осколабыт сүз сүрбе 5 сыллақ үбілөйін бәлетер жоро күнгә күнді ылжат болар гытыгар ыңырабыт. Сейчас вернемся в эфир. Ну что ж, дорогие друзья, после короткой паузы мы снова в прямом эфире. Продолжаем наблюдать за заключительным днем международного турнира памяти Дмитрия Петровича Коркина. У нас сегодня, как мы уже отметили, все схватки будут проходить на центральном ковре, ковре «Б». Ну и видим то, что 4 балла. Участник Олимпийских игр, монгол. Он призер чемпионата мира был, очень хороший. Вчера такой тяжелой схватки он в полуфинале проиграл. Не полуфинале, четвертьфинале он проиграл. Да, Нурбат Пуревжав продолжает наращивать свое преимущество. Как видим, счет уже 6-0. Вот он сейчас ищет свою категорию. Я думаю, все равно олимпийскую перейдет. Ну, пока перед Олимпиадой многие еще не освоили свои категории. Все присматриваются. Вот с следующего года уже, конечно, там поинтереснее все будет. Потому что на олимпийские категории все же хотят на Олимпиаду попасть. Вот он буквально 2 года тому назад боролся 63 килограмма или 65 килограмм. Уже 79 борется. А сегодня уже 79. Да. Так, сегодня будет в финале бороться на айфонах. Он 86, 92. Решил здесь побороться. И будет в финале с Уришевым. Ну, представителю Китая пока что. Да, тут борьбы нет. Он на голову намного сильнее монгольский борец. Что ему видим, 10-0, да? 10-0. Нурбат Пуревжав одерживает более чем убедительную победу. Победу одержал Нурбат Пуревжав. Ну, да, хотелось бы отметить то, что очень качественную борьбу демонстрируют представители Монголии. 5 человек. Да, в финале. Впечатляющий показатель, конечно же. Ну, вчера мне понравился у них вот, тяжелый вес хорошо боролся. Тяжелый вес и монгол в финал вышел. И наших россиян всех прошел. Геннадий Гудинович, Германия. Ну, безусловно, украсили турнир представители Монголии.
Не, вообще хороший состав приехал. И Иран. Иран молодых ребят привезли. Ну, вчера 86, по-моему, чемпионство выиграл. Хорошая схватка была такая напряженная. А что? Небольшие сенсации были, конечно. Да, и сейчас мы будем наблюдать за противостоянием тяжеловесов. Сейчас на ковер Б выйдут Ермукамбет Инкар, представитель Казахстана. Он уже на ковре, готов вступить в эту схватку. И против него представитель Германии выйдет, Геннадий Судинович. Тот отказ от борьбы. Да, видимо, да. Немецкого борца. Приглашается на ковер Геннадий Будинович, Германия. Повторно, да. Нет, Вызывают. там представитель подошел, сказал, что не будет бороться. Ну и нам остается тогда ждать объявления. Вот вчера в тяжелом весе полуфинал, хорошая схватка была. Иранский борец и белорус. Они оба призеры последней Олимпиады. Бронзовые призеры. Но и иранский борец на голову выше оказался. Ну, лучше готов. Саидов вообще ничего ему не смог сделать. Технических делегатов. 2 призера Олимпийских игр. Рио. Они в Рио, да, были Олимпийскими играми. Да, такой факт, конечно же, очень радует, да, то, что на нашем ковре вот ведут схватку 2 призера Олимпийских игр. Я думаю, это, конечно же, очень радостное событие для всех любителей спорта, для всех зрителей. А на ковре Б, да, мы все еще ждем объявления. Официально должен будет от врача справка, что он снят или за отказ борьбы. И тогда руку поднимают. А арбитры не имеют права без согласия делегатов ФИЛа или главного судьи. Победа присуждается. Да, ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы вновь прервемся на короткую паузу, после которой мы вернемся в прямой эфир. Септики под ключ, полимерный битум, гарантия 50. Только для вас. В центре якутской кухни Махтал круглый год белоснежная, нереально вкусная строганина из подледного чира. В Россию пришло цифровое телевидение. Вскоре вся страна сможет принимать 20 каналов в цифровом качестве и абсолютно бесплатно. После перехода на цифру аналоговое телевещание будет отключено. Телевизоры без поддержки стандарта DVB-T2 погаснут. Но любимые телеканалы легко найти в цифровом эфире. Подключи к телеку дециметровую антенну и цифровую приставку. И даже старый телевизор поймает в эфире все цифровые телеканалы. Подробности на сайте rtrs.rf. В Республике Саха-Якутия реализуется государственная программа по газификации населенных пунктов. С 2003 года основным исполнителем программы является компания «Саха-Транснефтегаз». За 15 лет деятельности компании газифицировано 55 населенных пунктов. Общая протяженность газопроводов достигла 7009 километров, по которым ежегодно поставляется 1700 миллионов кубометров газа. Построено уникальное в мире сооружение – подводный газопровод через реку Лена с протяженностью около 17 километров, благодаря которому началась газификация заречья Якутии. В рамках инвестиционных проектов Саха-Транснефтегаз разработал и ввел в строй локальный участок Среднетюнгского месторождения, откуда обеспечены газом 3 отдаленных села Вилюйского Улуса. На западе Якутии освоено Отрадненское месторождение, благодаря которому газифицирован город Ленск. За 15 лет якутскими газовиками пройден непростой путь. Но это путь профессионалов и патриотов, несущих тепло и свет на крайнем севере. Сенсация! Только с 14 по 16 сентября в торговых рядах Кружала выставка меха Афины Фурс. Прямые поставки из Греции. Спешите!
Мы вновь в прямом эфире продолжаем наблюдать за заключительным днем нашего турнира. Сейчас на ковре у нас два представителя России, Айтал Захаров и Семен Владимиров. Чуть ранее Айтал Захаров должен был встретиться с Андреем Бекреневым, но ввиду проблем со здоровьем схватка это не состоялась. Сейчас мы видим то, что Семен Владимиров с минимальным преимуществом пока что впереди. Да, их очень много было участников, 61, и тут побольше встреч впечатлительных. Определяться сейчас, кто будет за третье место бороться. Утешительный поединок весовой категории до 61 килограмма ведут в красном трико представители команды России. Тут присматриваются спортсмены. Айталу 21 год, представляет региональный центр спортивной подготовки. Является студентом Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта. Кандидат мастера спорта. Борьбой занимается 10 лет под руководством неустанного. Ну и тут помощь медицинского персонала потребуется. Да, что-то у него там кровь появился. Семен Владимиров. Семену 22 года. Представляет училище олимпийского резерва. Семен вчера так хорошо начал бороться, но не хватило его в четвертьфинале. Там очень сильный борец. Это молодой парень с Азербайджана, который в финале вышел. Ну, хорошо он боролся. Ну, опыт есть опыт. Семен Владимиров. Вот этот спортсмен может у врача находиться 4 минуты в течение схватки. Ему дается 4 минуты. Если больше 4 минут, уже он как бы врач снимает его со схватки. Не со схватки, не соревнования, а со схватки. Да, действительно, правила есть правила. Да. Это арбитр из Азербайджана, очень много вчера финалов судил, грамотно. Но он не на экзамен приехал, он приехал с командой. У него, по-моему, 2-я категория. Вот. Хорошо судит, спокойно, грамотно все. Ну, молодые тянутся, смотрят, как вот, опытные судьи на ковре себя показывают. Вот они и учатся у них тоже. Да, вот у нас международный такой состав, не только спортсменов, да, но и судей тоже. В судейском корпусе. Но наши ребята мало судят, потому что в основном все россияне борются. А если россияне борются, они не имеют права своего судить. И все ложится вот на приезжих судей. В основном вся больше работы. Завершается первый период. А впереди Семен Владимиров. Айтал 21 год, представляет региональный центр спортивной подготовки, студент Чурапчинского института физкультуры и спорта, кандидат мастера спорта. Борьбой занимается 10 лет под руководством неустроенного. Его соперник в синем трико представитель команды России, Республики Саха, Семен Владимиров. Возобновляется данная встреча. Весовая категория до 61 килограмма. Айтал Захаров и Семен Владимиров. Мастер спорта России. Борьбой занимается 11 лет под руководством Крылова. Семен ищет, как в ногу пройти. Ну, они друг друга знают, тренируются вместе. Очень тяжело бороться так друг с другом. Равные по силу. Резвая такая попытка была в исполнении Захарова. Обычно такие встречи незрелищные бывают, когда друг друга знают из одной команды. Ну, да, действительно, это всегда так. Да. Знают сильные стороны.
1-0 это очень счет такой скользкий. Скользкий. И 2-0 скользкий счет, потому что по этим новым правилам минимум надо. Это вообще вот эти, по этим правилам, если только встал, начал защищаться, все, 100% проиграешь, если равные спортсмены. Здесь все надо бороться, выкладываться полностью. Сейчас Владимиров 30 секунд получит, и все, схватку проиграл по последним действиям. Нет, он взял балл, вытолкнул. Счет становится 2-0. Но Он застраховал себя чуть-чуть. все равно, да, как отметили, Да, счет все равно конечно. скользкий. Ну, арбитр ему уже замечание делал. Там уже 30 секунд Да. должно было. Но он сделал атаку, вытолкнул. Чуть больше минуты остается бороться в этой встрече. Айтал Захаров продолжает искать возможность для совершения результативных действий. Ну, за 40 секунд в борьбе многое что может случиться. Конечно. Вот одна атака, сбил в партию, все, выиграл встречу. 2-2 и встречу выиграл. По качеству. Ну, будет очень интересно посмотреть, да, какая же будет развязка у нас. Балл. Баллы и предупреждение, выход за ковер. 15 секунд и... Все-таки дождался своего момента Семен. Красивая победа Семена Владимирова. В весовой категории до 61 килограмма чистую победу одержал Семен Владимиров. Россия. Приятно, когда такие броски для зрителей. Ну, поднять тоже зрителей, что а то они уже заскучали. Да, на радость зрителей Семен Владимиров. Очень красивый бросок выполнил. Красивый бросок. Фарзат Амазат Халили, Иран. Надырбек Хизриев, Россия. Ladies and gentlemen, we are starting the repetition round in the weight category up to А у нас сейчас будет схватка. Следующая весовая категория до 70 килограммов. Ждем выхода на ковер Фарзада Амазат Халили. Еще один представитель Ирана, как раз он на ваших телеэкранах. И против него представитель России Надырбек Хизриев. Ну, Ирана вчера был один чемпион. Я думаю, сегодня тоже в тяжелом весе выиграет. Нормально. Команда 2 золотые медали. Ну, Хизриев вчера проиграл тоже в четвертьфинале в равной схватке. Начинается данная встреча. Ну, я думаю, тут Хизриев должен выиграть. Третье место — это золотая медаль и $3000, да? Он там был, Да, третье место, $3000 США. Да. Хороший такой дополнительный стимул, Конечно. Наших борцов не часто балуют.
Вот арбитр из Канады, он часто к нам приезжает сюда, в Якутию. Вообще в Россию. Ну, он россиянин бывший. Сейчас в Канаде живет. Григорий Гуцу. В братской Молдавии. Еще один представитель нашего международного судейского корпуса. Да. Ноги пытался пройти Хизриев. Пока что безуспешно. Буквально через 10 дней Кемерово, Шахтерская слава, начинается турнир международный. Многие отсюда туда уже едут, здесь потренируются и, наверное, туда же приедут. Тоже такой представительный турнир, но они делают не официально, в календаре нету ее. Призовой фонд хороший, организация хорошая. Они специально делают Кемерово, Коркино или Коркино, Кемерово. 12 лет. Надирбек Хизриев. Ну, то есть, как завершается одно яркое событие в мире вольной борьбы. Ну, как бы турне у них, турне делают. Ну что, с Америки не будут туда ждать летать. Они вот здесь тренируются. Американцы, иранцы. Здорово. Надирбек должен выиграть, он более опытный. Иран молодые ребята в основном. За 2 балла. 2-1. Счет в данный момент. Еще 2 балла Хизриев берет. Да, наказали предупреждение за пальцы внизу. Не давал прием проводить красный борец. На живот сейчас по новым правилам тоже интересная позиция. Вот. У нас же редко встречается в партере в вольной борьбе. В партер редко ставят. Только за нарушение, если в партере не даешь там проводить действия. Хизриев активно идет вперед. Греко-римский там постоянно у них только борьба в партере в основном идет. А вольной редко бывает. Еще одна секунда. Поспешил, да, с перерывом. Да. Ну, правила есть правила. Да. Гонг, закон. Порядок должен быть во всем. Да, для арбитра это гонг, а для спортсмена это свисток. Мне нравится, как здесь спортсмены вот сами друг к другу к уважением относятся. Даже вчера Рамонов проиграл. Руку пожал спокойно, все, никакие эмоции такие, не знаю. Ну, от зрителей много зависит. Они же видят, как зрители их принимают. И они тоже в ответ вот такое же уважение делают. Мы сейчас на чемпионате были России в Москве. Ну, там вот одна сторона была фанатская, ну, как можно сказать, там Дагестан, Осетия, всех туда. А на другой стороне ВИПы сидели, чемпионы мира эти все. Здесь так спокойно, а там их хамят, и бутылки бросали, и все. Некрасиво. Хотя борьба хорошая была, ребята друг к другу с уважением относятся, спортсмены. Ну да, к сожалению, в спорте иногда такое бывает. Я вот футбол люблю смотреть. Чемпионат мира было, как четко все, как красиво все провели, никаких нету. Чемпионат страны началось, Спартак, Зенит играли. Бросают эти файлы, зажигают это все. Это вечное противостояние. Но там свои традиции, конечно. Поле не видно, все в дыму.
Да, ну что ж, очень убедительно смотрится Хизриев. У нас вчера в финал кто вышли, нету, да, финалистов? Ну, в этом весе вчера такие встречи были. Там этот узбекский борец, призер Олимпийских игр. Вот он как раз в полуфинале. Он ждет. Он за третий будет бороться в полуфинале. Он проиграл. В равной борьбе. Тоже. Отыгрывал монгольскому борцу. Догонял, догонит. Опять проиграет балл. И где-то 9-8 у них закончился. А Жирбаев, да, Жирбаев ровно прошел турнир до финала. Ну, у нас в этой схватке счет по-прежнему 5-1. Ну да, Надырбек, он такой не разбрасывается. Я думаю, это ведет до победы. Вот Жирбаев лучше всех он вчера отборолся, Надырбек. Такая ровная борьба у него была. В красном трико Фарзат Амузакалиев, Иран. Синим Надырбек Хизриев, Россия. Ну и вот, еще 2 балла Хизриев берет и будет действовать дальше. Красноярская школа борьбы имени Академии Менджашвили, Хизриев. У них тоже вчера чемпион был Сучков с Академии. Так что медали расходятся. Якутская земля, она добрая, всем дает медали. Чтобы все увозили хорошие впечатления. Чуть больше 50 секунд остается. Хизриев продолжает укреплять свое преимущество. Ну, в этом году турнир Ивана Рыгина 11 стран всего было. И то там 2 вида боролись, мужчины и женщины. А у нас около 30 государств приехало на Куркинский турнир. Ну, это каждый год. Каждый год это очень приятно, когда вот иностранцы приезжают. Они, наверное, на карте не найдут, где Якутия находится. Они сюда приезжают, столько впечатлений возят с собой. Да, конечно, наш турнир — это уже добрая традиция. Самое яркое спортивное событие осени, долгожданное для многих любителей спорта. И спортсмены готовятся. Конечно. 8-1. Хизриев впереди. Я думаю, если бы не чемпионат мира, они в этом году раньше сделали Куркинский турнир, еще бы состав сильнее был. Ну, первые номера национальные команды, они готовятся к чемпионату мира. Вот, я говорю, Хизриев довел победу. Будет за 3-е место бороться. Да, поздравляем Надырбека Хизриева. Ждем его. Но он, скорее всего, будет с Рамоновым за 3-е место бороться. Ну и сейчас мы имеем возможность еще раз насладиться результативными действиями Надырбека Хизриева. Красивая победа. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы уйдем на короткую паузу, после которой мы вернемся в эфир.
Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Мы вновь в прямом эфире. У нас идет утренняя программа заключительного дня 11-го международного турнира по вольной борьбе памяти Дмитрия Петровича Коркина. У нас в утренней программе все схватки идут на центральном ковре. Сейчас мы ждем, по всей видимости, схватку весовой категории до 61 килограмма. Ждем объявления на арене. Ну что ж, для наших дорогих телезрителей хотелось бы напомнить о том, что сегодня у нас программа следующая. Вот у нас с 11 идут утешительные встречи. Ну и у нас самое главное десерт, так скажем. Да, с 2 часов у нас начинаются финальные встречи, самые важные схватки. И на этом, к сожалению, 11-й уже по счету турнир будет завершен. И юбилейный. Да. Хотелось бы, чтобы, да, вот сегодня в финалах борцы удивили. Напоследок порадовали искрометной, яркой борьбой. 2 дня очень красочных у нас соревновательных дня прошло. Было очень много очень ярких, результативных действий. Я думаю, за эти 2 дня любители спорта увидели все, что можно ждать от подобных соревнований. Ну, финал очень интересный будет во всех категориях. 61, 70 килограмм, 92 килограмма. Очень интересно. Тяжелый вес. Я думаю, там уже ясно, что этот на голову выше иранский спортсмен призер Олимпийских игр. А другие веса будут непредсказуемо. Там 50 на 50. Даже равные все спортсмены вышли. И хорошего уровня. Да, с нетерпением будем ждать финальных встреч. Еще раз напомню, что начнутся они в 14:00. Всех приглашаем в Центр спортивной подготовки «Триумф». А у тех, у кого нет возможности прийти, мы предлагаем нашу телетрансляцию. Приготовиться спортсменам. В 12:05 начнется борьба. Объявили то, что в 12:05 будет. Ну, дают им. Он руки поднимает. На ваших телеэкранах Кендалл Кросс, олимпийский чемпион, один из многих звездных гостей нашего турнира. Он очень красиво боролся, его везде любят. Что в России, что в Америке, везде, куда бы он ни приезжал. Он веселый парень. Да, очень. Ну, видели, да, как поприветствовал. Я лично его схватку финальную судил в Колорадо. Принц там международный турнир. Это Шульца я судил. Но он уже в возрасте был возрастной, за 30 лет ему было. Он вчера ко мне подошел, говорит, я помню, говорит, вы меня судили. Давал, говорит, мне отдыхать. Он уставал. У нас судейские хитрости есть небольшие. Вот, мы поговорили с ним. Ну, веселый парень. С болельщиками там ходит, с ребятами фотографируется. Но очень яркий спортсмен. Нашим, по-моему, никто не мог у него выиграть. Ну, очень отрадно, что сегодня он пришел посмотреть, понаблюдать за схватками заключительного дня. Кстати, о схватках. Следующую встречу, как объявили на арене, начнут в 12:05.
Да, спортсменам дается 15 минут между схватками отдохнуть. По регламенту. Да, по регламенту. Потому что 61 их очень много было, и у них вот, больше всех и уточных встреч. Я думаю, они еще до финала восстановятся. Уважаемые любители вольной борьбы, уважаемые... Дорогие друзья, у нас будет перерыв до 12:05, да, и после которого мы продолжим наблюдать за схватками утренней программы заключительного дня нашего турнира. Финальные поединки. Давно у нас в Якутии не было топовых легкоатлетов, которые в олимпийских дисциплинах являлись бы лидерами России. Сейчас ситуация поменялась. Ожидается бум легкоатлетики в Якутии. 3 чемпиона России и 3 участника на чемпионате мира. Плюс ко всему наши спортсмены реальные кандидаты на Олимпийские игры. Вдобавок наши легкоатлетки очень молоды. О таком положении дел мечтают не только наши соседние регионы, но и практически вся Россия. И даже некоторые отдельные государства. А ведь это только начало. Начало больших побед. Впервые на нашем канале чемпионат России по легкой атлетике в помещении, который проходил в Москве в конце февраля. Якутия была представлена практически во всех беговых дисциплинах, в прыжках в длину и, конечно же, в толкании ядра. Мастер спорта Евгения Колодко. Москва, Республика Саха-Якутия. Вся Якутия была уверена в победе Евгении Колодко, ведь ее уверенные старты в этом сезоне говорили сами за себя. Это золото в Кубке губернатора в Волгограде и золото в русской зиме. Она явный лидер сезона. Она просто не могла проиграть, когда на трибунах болели земляки. И она знала, что о ее выступлении напишут все средства массовой информации Якутии и не только. На кону чемпионат мира и, конечно же, Олимпийские игры. Но за 3 недели до старта Евгения простудилась, и это помешало полноценной подготовке к чемпионату. Даже стоял вопрос, надо ли участвовать. Но Евгения сказала «надо», зная, что будут участвовать ее основные конкуренты. Ирина Тарасова, победительница Всемирной универсиады, Анна Авдеева, чемпион Европы, и все остальные, которые каждый день тренируются в надежде выиграть у Евгении Колодко. Итак, началось. Первая попытка. 18:23. Это разминка или все-таки сказывается простуда? Задались мы вопросом на трибунах. Больше чем на метр не дотянула до лучшего результата Колодко. А тем временем соперницы не раскидывались попытками. Ирина Тарасова 18:69. Анна Авдеева 18:32. Третья попытка Евгении 18:65. Неплохо, но все же не то. Она до сих пор проигрывает Тарасовой на 3 сантиметра. И тут подходит отец и личный тренер Николай Александрович. Сейчас уже никто не помогает, на расслабоне. Ситуация напряженна. Никто не достает до 19, но все кидают за 18. Волнение на трибунах, когда судья-информатор объявляет, что готовится к попытке лидер сезона Евгения Колодко. Эти эмоции говорят сами за себя. Евгения собралась и сделала практически один из лучших в сезоне бросков – 19:46. Это всего лишь на сантиметр не достает до ее личного рекорда. И все, сомнений нет ни у кого. Она делает хэт-трик сезона. Некоторые даже отказываются дальше кидать. В итоге никто из соперниц не бросил за 19 метров. Евгения Колодко выиграла чемпионат России в толкании ядра и отобралась на чемпионат мира. Женя, поздравляем с успехом, поздравляем с личным рекордом. Какие вот основные функции на сегодняшний день стояли? Мы знаем, что вы болели до этих соревнований. Полностью ли оправдались? Да, спасибо, во-первых, большое. Для меня на этот сезон вообще задача – это выиграть все свои старты и показывать до 19 метров. То есть это я выполнила. И, честно говоря, я очень довольна сегодняшним своим выступлением, этим результатом, потому что, правильно сказали, после 3 недель болезни я рассчитывала
сделано меньше, но я смогла мобилизоваться, и значит, вся та работа, которую я проделала раньше, она была не зря. Вот я смотрел, как вы сегодня выступали, и вот вы просили, чтобы вас поддерживали трибуны, да, вот, а некоторые спортсмены, наоборот, не хотят, чтобы трибуны вмешивались в их выступления. Вот что значит для вас вот выступление, когда вы выступаете, сидят родные и близкие люди на трибуне? Вы знаете, за пару дней до соревнований я встретилась с Марией Джумбаевной, она мне рассказала, какая поддержка приедет, что приедет Александр Афанасьевич, Плотин Михайлович, вы приедете, канал НВК «Саха». Я просто поняла, что я не могу проиграть, и на самом деле в последней попытке уже на то, что я уже лидер, я поэтому попросила поддержать. Так и на самом деле тоже люблю концентрироваться, собираться. Но тут уже просто хотела эмоционально добавить, но, к сожалению, выложилась в пятой попытке. Поэтому, да, это особенность каждого. Ну, в общем, поддерживать, не поддерживать, это уже личное дело зрителей. Я всегда буду благодарна. Какие приметы у вас есть, которые вы всегда используете? Приметы на мне всегда мои сережки, ожерелье и кольцо, подаренное якутской бриллиантой, они приносят мне удачу. Перед тем, как кинуть, вы свистите, это тоже приметы? Это в разминке делается и на тренировках, чтобы в поле обратили внимание, чтобы случайно ядро по голове не прилетело. А вот перед еще стартом вы выходите чуть дальше и смотрите, стоите лицом к месту, откуда кидаете, это в примету не входит? Все заходят по-разному, то есть кто-то с начала сектора, кто-то с конца. Я предпочитаю выбрать для себя отметочку и зайти вот именно оттуда. Ну, не знаю, вот почему так повелось, мне так мне больше нравится, как-то больше координация мне получается. Это мое. Когда вы в прошлый раз выступали на чемпионате мира, вся Якутия гордилась и всю ночь смотрели по телевизору у вас. И вдруг, и сейчас еще один чемпионат мира, который тоже, безусловно, будут следить в Якутии. Вот какой результат хотите там показать? Результат хочу показать хороший, достаточный для медали. До Лондона осталось совсем немного. Вот как идет тренировка и как будете дальше тренироваться? Я тоже так подумала недавно, что осталось 5 месяцев. И я уже, оказывается, проработала 5 месяцев. На самом деле время летит. И я хочу, чтобы после чемпионата мира быстренько восстановиться и спокойно начать подготовку именно к Олимпийскому, так спланировано, чтобы все было четко, знаете, без всяких... Нельзя вообще расслабляться, нельзя, чтобы какие-то отклонения были, болезни. У меня всегда должен быть с собой массажист, врач, все это должно быть проконтролировано. Из этого зимнего сезона я сделала для себя какие-то выводы, чего не хватает. Будем все подсобирать, чтобы общей силой хорошо выступить на Олимпийских играх. Спасибо, Евгения. Желаем вам удачи. Спасибо большое. Спасибо. Септики под ключ, полимерный битум, гарантия 50. Только для вас. В центре якутской кухни Махтал круглый год белоснежная, нереально вкусная строганина из подледного чира. В Россию пришло цифровое телевидение. Вскоре вся страна сможет принимать 20 каналов в цифровом качестве и абсолютно бесплатно. После перехода на цифру аналоговое телевещание будет отключено. Телевизоры без поддержки стандарта DVB-T2 погаснут. Но любимые телеканалы легко найти в цифровом эфире. Подключи к телеку дециметровую антенну и цифровую приставку. И даже старый телевизор поймает в эфире все цифровые телеканалы. Подробности на сайте rtrs.rf. Сенсация! Только с 14 по 16 сентября в торговых рядах Кружала выставка меха Афины Фурс. Прямые поставки из Греции. Спешите! Еще раз приветствуем всех телезрителей, любителей спорта. Мы находимся в центре спортивной подготовки «Триумф», где у нас вовсю идет утренняя программа заключительного дня международного турнира памяти Дмитрия Петровича Коркина. И сейчас мы с большим удовольствием будем наблюдать за утешительной схваткой весовой категории до 61 килограмма, в рамках которой сойдутся Джулусхан Татонов. Вот он на ваших телеэкранах как раз таки выходит на ковер, представитель России. Ну и против него Николай Иванов. Хотелось бы отметить то, что это у нас заключительная схватка утренней программы.
Ну а с 14:00 у нас начнутся финалы. Основные финалы. Да. Кто из них выиграет, будет уже за третье бороться. На кону, да, действительно многое. Возможность побороться за бронзовую медаль. Да-да. И приличный призовой фонд, да? Да. За приличные призовые. Молниеносно 2 балла зарабатывает Татонов. Ну, я думаю, Татонов должен выиграть эту встречу. Это у него вторая утешила встреча сегодня. Утешила встреча сегодня. Ищут возможности борцы. Они друг друга знают. Вместе тренируются, наверное. Сразу видно, когда вот выходят и друг друга знают, какая у них борьба. Тут каскад приемов не ожидать, конечно. Но ну, я думаю, красный выиграет. Борец с красным трико. Вчера он в хорошей встрече боролся. В самом старте встречи Джилсхан Татонов взял 2 балла. И пока, как мы видим, результативных действий пока что нет. Ну да, здесь счет такой будет небольшой. Но может, он не берегет себя до финала за третье место. Ну, сейчас должен 2 балла взять. Еще есть 20 секунд. Десять секунд до конца первого периода. Уже 2 балла есть. Касание было. 4-0. Ну и с таким итогом завершается первая половина встречи. Этот молодой парень в синем трико вчера хорошее впечатление он произвел. Он на этом ковре боролся, я за ним смотрел. Герман Кантоев ученик. Его соперник в синем трико, представитель команды России. Борит красным триком поопытнее. Николай Иванов. Ну что ж, посмотрим, что сможет предложить Николай Иванов во втором периоде. Ну, молодой парень Иванов, опыта нету такого, но он очень такой настырный.
ищет. Именно это качество сейчас ему может помочь. Это более опытный, у него сейчас обыгрывает на опыте. Очередные 2 балла берет Джулсхан. Да нет, еще не зафиксировал. Вот сейчас уже, да, 2 балла. Ну, спокойно доведет только. Да, счет уже 6-0. Ему еще за 3-е место бороться. Ну, время есть восстановиться до 2 часов. Ну да, сегодня у него это 2-я или 3-я встреча сегодня. Утешительно. Это много. Ох, 4 балла. Вот тут тебе Иванов. Молодец. Все-таки нашел. Дождался, да, своего момента? Да. О, вот это да. Сейчас по качеству он выигрывает. Как изменилась эта ситуация, да? За мгновение. Я говорю, устал он. Это 3-я встреча сегодня. 2-я или 3-я встреча у него. Ну, более свежий, синий трико. Молодой парень. Задористый. Вот, еще 1 балл. Так, включился Николай Иванов и перехватил инициативу. И вот, как видим, еще 2 балла. — 9-6 и 47 секунд до конца встречи. 11. Еще 2 балла. Еще. — 15-6. Да. Я думал, будет борьба до конца, а тут не выдержал. 17-6. Буквально за 2 минуты сколько он набрал. Молодец. Это молодой парень. Да, стоит отдать должное Николаю Иванову. Ждал своего момента. Ну и отлично, как мы видели, как он воспользовался этой возможностью. Ну и сейчас режиссер телетрансляции предлагает нам еще раз насладиться действиями борцов. Буквально в 1 миг все изменилось. За какие-то 1,5 минуты он, да, 17 баллов набрал. Ну это молодец. Я говорю, вчера за ним наблюдал, он очень такой напористый парень, молодой. Это, наверное, по-моему, самое крупное соревнование для него. Ну, Герман хорошо работает, он сам на ковре с ними. Плоды дают уже его ученики. Да, очень красивая победа Николая Иванова. Вот так бывает в спорте, за что и мы любим спорт, да, собственно. Ну что ж, дорогие друзья, у нас на этом завершается утренняя программа. И для всех наших телезрителей хотелось бы отметить то, что после перерыва в 14:00 мы приступаем к просмотру самых важных схваток нашего сегодняшнего заключительного дня турнира. Поэтому, дорогие друзья, никуда не уходите. Следите за нашей телетрансляцией, приходите в «Триумф». Увидимся с вами после перерыва.
Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые любители спорта. И вновь с вами национальная вещательная компания «Саха» и Центр спортивной подготовки «Триумф». Здесь у нас третий заключительный день соревнований 11-го международного турнира Гран-при Дмитрий Коркин. И перед вами уже первая пара бронзовых финалистов. Весовая категория до 61 килограмма. И перед вами выступает Семен Владимиров в красном трико и его соперник Айсен Потапов. Два воспитанника якутской школы вольной борьбы будут оспаривать бронзовую медаль. С вами Степан Посельский, комментатор, и со мной рядом уважаемый наш эксперт, судья международной категории экстра-класса Салтан Сергеевич Засеев. Ну, я продолжаю соревнования с утра. Потом провели предварительные встречи, утешительные встречи. И вот сейчас, можно сказать, медаль уже есть у якутских борцов. Да, уже две, можно сказать, потому что в следующей паре тоже, в этой весовой категории, тоже два якутских борца будут бороться. Николай Иванов и Нюргун Александров. Тоже очень интересная схватка будет. Но, конечно же, мы будем все равно находить какие-то интриги здесь, потому что тоже свой интерес здесь есть. Хотя бы даже если взять по, скажем, происхождению, по малой родине, мы знаем, что за наших борцов на их родине тоже очень переживают, все смотрят, земляки. Я думаю, что вся деревня сейчас, к примеру, Чемнаи, Татинского улуса, сейчас переживает за Семена Владимирова, откуда он родом, да, и, конечно же, Айсен Потапов, он из северного Верхоянского улуса. Я думаю, что тоже весь улус сейчас у телевизоров, все болельщики там переживают за своего борца. Но оба спортсмена провели себя, показали себя с хорошей стороны на этих соревнованиях. Ну, в общем, эти два борца причисляются к тем, кто прогрессирует и добавляют и приближаются к нашим лидерам, надо сказать. И Айсен Семенов, и Семен Владимиров уже показывали себя на многих соревнованиях, в том числе на первенстве России. Айсен Потапов был призером, а Семен Владимиров был участником на турнире Ивана Ирыгина, ну и является победителем, призером многих всероссийских соревнований. Ну, к примеру, он в прошлом сезоне, если не ошибаюсь, ну, больше 10 он турниров посетил. Ну, в общем, очень работящий и с большим желанием выступающий тоже спортсмен. Будет интересно понаблюдать. Не вышел за ковер. И первый период, как мы видим, завершается пока со счетом 1-0 в пользу Семена Владимирова. Ну да, здесь такой яркой борьбы не будет, потому что они друг друга знают, вместе тренируются. Но напряженная борьба, но каскад приемов таких, я думаю, не будет, не ожидается. Да, ну, очень мне понравилась борьба, которую показал Айсен Потапов, да, в предварительных схватках, хотя он больше с земляками, конечно, встречался. Но, в общем, он невооруженным взглядом видно, что он прибавляет, и хотелось бы, чтобы этот прогресс не останавливался. Самое главное вот это, да, не останавливаться и идти дальше, находить новые, скажем, что-то новое в борьбе, да, потому что в борьбе очень много нюансов, очень много граней, скажем так, да. Салтан Сергеевич знает об этом как никто другой. Вот сегодня утром у утренней программы Иванов боролся, ну, после учительной встречи с вашим, ну, с якутским борцом. Проигрывал первый период 5-0. И второй период буквально за минуту набрал 17 баллов. 17-5 выиграл. Да, кстати, мы его увидим, но тоже очень яркий борец. Парень, на которого мы тоже надеемся. Ну, его мы еще увидим и прокомментируем его выступление. Ну, а пока мы все внимание к центральному ковру. Опять же, все финалы будут проходить на центральном ковре, что, в принципе, для зрителей это, конечно же, удобно. Обычно все любители вольной борьбы знают, что параллельно проводят схватки за бронзовую медаль. И сейчас Айсен Потапов берет 2 балла. Вот это да, вперед. Да, выходит вперед. И работает сейчас в партере, и пошел накат. Вот это да. Но вышел он за ковер, и там был свисток. Так что 4-1 счет. Вот о чем я говорил, да, ну, я болею, если честно, за Владимирова, конечно, потому что я сам тоже с Татинского улуса, поэтому есть такое, но все равно я не могу не заметить прогресс со стороны Айсена Потапова. И борьбу, которую он показывает, она мне импонирует, эта борьба.
Но сейчас вот арбитр поторопилась, там второй накат уже можно было делать, потому что они полностью не вышли за ковром. Ну, тут сами ребята сейчас разберутся. Конечно, такая атака хорошая была. С каскадом приема где-то 4 балла заработал. Это уже фора. Да, уже, конечно, сейчас уже сложнее будет наверстать. Но Семен Владимиров такой тоже напористый парень, что называется. Должен дать бой до последней секунды. 5-1 уже счет сейчас, как мы видим, да? Да. Ну, это серебряная медаль, вернее, бронзовая медаль, еще призовой фонд. Конечно. Конечно, их тоже стимулирует. Я даже думаю, сейчас у ребят насчет призового фонда, я думаю, что в голове нет такого. Медаль. Потому что здесь такой турнир проходит сейчас, такого высокого класса, что это будет действительно очень престижно, потому что 90-летию нашего великого тренера турнир такого уровня провести, и эта медаль останется на всю жизнь, да, памятной. Конечно. Вот это, они очень такой вес тяжелый был, много народу там весе было. Да, 61 тоже, один из самых представительных весов. Прошли так хорошо до малого финала. Ну, надо сказать, в финале здесь, да, два именитых тоже борца будут бороться. Тувшинтулга Туменбелек, да, призер чемпионатов Азии, и Ахмеднаби Гварзатилов из Азербайджана, призер чемпионата мира. Да. Оба тоже очень яркие борцы. Будет интересно за этой схваткой понаблюдать тоже. 3-4 счет. О чем мы и говорили, да, что легкой победы здесь никто ни у кого не будет здесь легкой победы. Вчера олимпийские чемпионы проиграли. Это что-то значит, уровень турнира. Да. Призеры тоже проиграли. Очень интересные схватки были. Провалился здесь, конечно. Ну, опять же, ошибка. И все, на этом, видимо, все, потому что времени уже практически не остается. И Айсен не отдаст. И работает как, да, желание, вот это видно, да, в глазах. И огонь. На табло смотрит. И уже эмоции, да. Ну, Семен, да. Конечно. Пропустил атаку. Бронзовый призер из этой категории до 61 килограмма. Но победителя все равно надо. Конечно, они друзья, товарищи. Вместе в училище Олимпийского резерва тренируются, да. Поздравим Айсена Потапова, всех его болельщиков, тренера. Хорошо боролся. Вчера хорошие схватки провел. Да. Он, кстати, очень равной схватки тоже проиграл финалисту Тувшинтулге Туменбелегу. Счет был равный, но проиграл он по общем. Да. И дело там было даже не в том, что он проиграл при равном счете, да, а в том, что он выигрывал эту схватку до последних практически секунд, да, и в общем, ошибка обидная была в концовке. И сейчас он, конечно же, с особым настроем вышел, да. Ну, то же самое можно и про Семена Владимирова сказать, потому что он тоже очень хорошие схватки провел и был хорош действительно вчера во второй соревновательный день. Ну, оба они достойны, конечно, ребят, но в борьбе всегда есть победитель, всегда есть проигравший, и один день ты на коне, другой день ты... Семен сегодня еще 2 встречи провел. Это что ли встречи? Кстати, да. Ну вот перед вами как раз парень, про которого вы рассказывали, Николай Иванов из Жиганского Улуса. Он из семьи из борцовской семьи, его старшие братья Алексей и Федор, тоже известные борцы у нас в республике. Ну, видно, да, что парень физически одаренный достаточно, да, хоть и молодой, сильный тоже физически. И тренирует его чемпион мира Герман Степанович Кантоев. Уже и должен он прибавлять в мастерстве. Посмотрим, какая сейчас будет схватка. И его соперник Нюргун Александров тоже. Он, конечно, опытный. Да, он мастер спорта международного класса. Выигрывал турниры
кстати, здесь он был на нашем турнире чемпионом позапрошлом году, если не ошибаюсь. И выиграл как раз у Дондук Ола, Хуреш Ола, финалиста чемпионата России ныне, да, в 2018 году. Ну, надо добавлять, прибавлять. Вот когда-то Дондук Ол проиграл здесь в финале, ну, а через 2 года он уже в финале чемпионата России. Это говорит о том, что он прогрессирует как борец, прибавляет, да? Да. Но вот в этом весе, вот 61 килограмм, вот Иванов это открытие. Вот для меня это открытие. Он с каждой схваткой прибавляет и прибавляет. Вот. Он так очень так грамотно борется. Ну, опыта такого нет, конечно, еще. Молодой парень, но грамотно борется. Да, у него еще травма была, у него перерыв был большой, да, который помешал. И сейчас он возвращается на большой ковер. Будем надеяться, что будет успешен. Но Нургун Александров технарь, у него много поклонников тоже, любят его борьбу. Очень хорошие схватки он тоже провел вчера. Выиграл у Сандипа Тамара, чистая победа была, да? Помните, бросок на 4 балла и победа чистая. Очень красивая схватка была. Выиграл он у чемпиона Азии, участника Олимпийских игр, опытного человека тоже. Нургун Александров, серебряный призер международного турнира «Монголия Опен». Ну вот, вспомнили, что и в Монголии он тоже был финалистом, да? Выигрывал он еще в Москве Шевалье Нусуева тоже, достаточно представительный турнир. Хороший турнир там, Нусуева. В общем, у него есть опыт, багаж. Ну, сейчас тоже в новом весе, ну, сейчас застаиваться уже, мне кажется, нельзя, да? Ну да. В весах уже надо быстрее, что называется, находить свой вес и уже там осваиваться. Да, в этом году они все присматриваются все, а следующий год, уже Олимпийский год, они уже будут. Да, то же самое схватка, к примеру, да, Сослана Рамонова, олимпийского чемпиона, да, и Евгения Жирбаева. Ну, мы знаем, что они выступали в 70 килограммов, но в следующем сезоне, к примеру, Сослан сказал, что он 65 будет бороться. Да, и олимпийский вес. Да, в олимпийском весе. Предупреждение Нургун Александров получил. 5 секунд остается. Если сейчас он не проведет балл. Успел или нет? Успел. 2 балла, да, взял. Да, еще 50 секунд идет, остается. Нет, я имею в виду, там 30 секунд отсчитывались. Да. Ну да. А он успел, да, успел и 2 балла взял. (2-0) ведет мастер-международник. Он из Верхневилюйского улуса, тоже из борцовской семьи. Да, конечно, если есть родственники или там отец, да, или дед занимался борьбой, всегда он хочет, если родился мальчик, то хочет, чтобы он стал борцом. Да, есть такое? Есть. Традиции, что называется, да, семейные. Да вообще парень должен борьбой заниматься для себя. Даже если не на соревнованиях, да? Да. Это все укрепляет все мышцы. Это вольная борьба, программа в Америке с детских садов. Кстати, да, у них в образовании, тем более в школах, везде есть, в школах вольная борьба, у них обязательная программа. Это представитель команды Республики Саха. Вольная борьба, все мышцы они развиваются, да. Это базовый вид спорта, да. Кстати, в Соединенных Штатах, в Америке, после занятий борьбой молодой человек может выбрать уже другие виды спорта. Они могут идти там в американский футбол, или там баскетбол, или еще куда-то. Ну, потому что действительно развивает человека не только со стороны физической мощи, да, а пластику, технику, в общем, все развивает. Борец не может быть таким кирпичом, да? Конечно. С комком мышц не может быть. Я своими глазами видел. Я 8 раз в Америке был со сборной командой. И мастер-класс наши ребята там давали, нас приглашали. Детский садик приглашали, начальные школы приглашали.
там с родителями, с бабушками, с дедушками все приходят. Там это праздник для них. Николай Иванов сейчас прошел в ноги, но защищается Нюргун. Да, вот на шпагат, да, растяжка хорошая. Вот, видите как. Но поднимается сейчас Николай. Физически очень крепкий, молодец какой. 2 балла взял. 2-2 счет равный. Иванов, да, он сейчас, если вот так дальше пойдет, ему пару турниров, и он еще увереннее будет бороться. Да, вот Султан Сергеевич сразу заприметил. Вот Да. в утренней программе тоже посмотрел. И понравилась его борьба, да? Да. Снова он зашел в ноги. И вот потихоньку он подбирается, потому что физически он очень сильный, да? Он не может, к примеру, расцепить его захват, да? Ну, да. Нюргун. Очень сильный физически Николай Иванов. Но в этот раз не успел он. Уже был свисток арбитра. Да. За пальцы хватать нельзя. Опять же, арбитр на это указывает. Ну, по последнему действию выигрывает Иванов. Да, сейчас Иванов выигрывает, но он все еще в атакующей позиции находится. Да. Ну, молодец, нельзя останавливаться. А здесь нельзя останавливаться. Только остановишься, встанешь в защиту, 100% проиграешь в такой борьбе. Но он посвежее выглядит. Тем более утром проборолся, продышался. Это ему Иванов. на пользу, да? Да. Пошло. А я, кстати, вот эту схватку тоже наблюдал здесь у ковра, да. И мне показалось, что он, ну, не скажу, что специально, но он хотел, чтобы продышаться, да. Он мог, в общем-то, я думал, что он чувствовал, что он может нагнать, да, своего соперника, даже при том, что отпустил на несколько баллов вперед. Да, но да. Я видел, что он, в принципе, готов, знал, что он может выиграть. Ну, это должен может, выиграть. тактика тренера такая была. И Может быть, да. спортсмена, да. Герман что- Степанович тоже, у него колоссальный опыт, конечно, да. Чемпион мира, победитель всевозможных турниров, очень опытный борец. И, конечно, он сейчас свой опыт передает молодому спортсмену. Мне кажется, ему в тренерстве сейчас он себя очень хорошо нашел себя, мне кажется. Потому что он не так давно тоже сейчас тренирует, но, мне кажется, его глаза тоже горят, и он хочет заниматься с молодыми спортсменами, хочет с ними добиваться тоже побед. Это уже другая профессия, другая история, что называется, да? Но вот сейчас Нюргун Александров за спину Он возьмет 2 балла. зашел и Ну, 2 балла взял это на победа. последних секундах. Но все-таки опыт есть опыт. Это мастер победа. спорта международного класса, да. Поздравляем Нюргуна Александрова. Ну, а Николай, ну, конечно, обидно. Ну, видно, что ребятам так хотелось этой медали, да, и Семену Владимирову. Мне тоже искренне хотелось бы, чтобы каждому из них дали по медали, что называется. Но да, я но- вот только что это говорил перед ним. Только встанешь в защиту, все, проиграешь. Ему надо было бороться до конца. Выигрывал встречу, попадение весит. Надо было бороться. А он уперся и проиграл. Да. Это нельзя. В такие правила у нас сейчас такие. Нюргун Александров, поздравим еще Да, раз да. с бронзовой медалью. Уже Хорошо. 4-я медаль в активе у сборной команды Якутии. 2 золотые медали, которые принесли вчера Ариан Тютрин и Виктор Рассадин. Ну и 2 медали сегодня принес наш Айсен Потапов и Нюргун Александров. Я тоже поздравляю. Хорошо ребята отборолись, которые с медалями. Да и без медалей ребята все боролись. Да, хорошие схватки мы с вами посмотрели, интересные. Ну и финалисты выходят на центральный ковер. Давайте посмотрим путь наших борцов к финалу. Тукшентулга Туменбелек из Монголии. Он выиграл как раз в полуфинале нашего Айсена Потапова. Ранее выиграл у Семена Владимирова.
Ну и в первом круге Андрея Бекренева. Вот такой у него был путь. А Ахмеднаби Гварзатилов, призер чемпионата мира, выиграл у Владислава Андросова. Далее выиграл у Николая Иванова. Ну и Нюргуна Александрова. В общем, хорошие схватки мы с вами тоже увидели. А сейчас финал. Я думаю, что я жду от этого финала, честно говоря, искрометно хорошей борьбы. Ахмеднаби Гварзатилов, ну, я посмотрел его вживую, и его схватки мне очень понравились. Такая техника, очень красивая борьба и очень много действий. Разнообразный, очень разнообразный борец. Да. Ну а Тувшин Тулга, это Тувшин Тулга. У него такой монгольский тоже борец с характером бойцовским. Из таких положений он выходил. Вчера с Александровым, с Александровым. Александров ноги проходит, ничего не может ему делать. Он его там так загружал. Мне понравился он, больше, чем монгол. Ну, монгол опытный. Ну, конечно, более именитый Ахмеднаби Гварзатилов. Он бронзовый призер чемпионата мира, взрослого чемпионата мира. Хотя он тоже молодой достаточно уже парень. Ну, и он и повыше ростом, покрупнее выглядит. Борьба есть борьба. Вот это да. Борьбу за первое место в весовой категории. А вот и монгол включается сейчас, да? В красном далеко представитель команды. Такая завязка была, ну и никто никому не дал балл. Высокого класса борцы. Да. Серебряный, бронзовый призер. Искрометной схватки я ждал. Стойку надо поднимать. Да, уже надо свистеть, потому что контролирует руку, да, Ахмеднаби, там никак уже атаку провести уже невозможно было. Судья на ковре опытный. Саша Чуенко, он только что был главным судьей на чемпионате России. Ну именно поэтому ему доверили финал, да? Вот это завязка. Вот видите, как кошки. Ахмеднаби не дает балла. Хотя вроде поднимает, да? Вот 2 балла взял Тувшин Тулга. Монгол настроился, видно вообще. Ну, характер есть такой. Не зря они внуки Чингисхана, да? Да. У них в каждом доме, в каждой квартире, на каждом углу изображение Чингисхана, и молодые люди растут с осознанием того, что они являются внуками величайшего человека, одного из величайших людей столетий, да? Ну и бойцовский дух все равно он воспитывается, да, вот как с сознанием того, что принадлежишь такой великой нации, которая завоевывала полмира, да. Это же все равно какое-то чувство возникает у человека. И монголы. У нас в 5 финалах у нас с участием монгольских борцов. Команда с первых всех номеров привезла сюда. Но у них чемпиона нету еще. Ну да. Но тем не менее, у нас уровень такой высокий, но тем не менее 5 финалистов это уже много. Ну и сейчас Туменбелек, видимо, хочет первую золотую медаль своей команде принести. И пока он ближе к этому, потому что 2 балла ведет. 2 балла ведет, но это такой скользкий счет. Конечно, тем более, что Гварзатилов может там в одной схватке взять около 20, хоть 20 баллов, потому что все схватки с его участием завершались с большой разницей. Да. Если у него в партере переведет, он, конечно, там может ему накрутить там баллы. Но монгол сейчас будет ловить его. Да, он понимает, да, чего хочет его соперник. Пока он все блокирует, все ростки атаки войдет в его борьбу, он может проиграть. Если его в борьбу войдет, он проиграет. Конечно, он, если соревноваться с ним в этой техничной свалке, что называется, да, то он, безусловно, он проиграет. Но он под свою борьбу ему навязывает. Тувшин Тулга Туменбелек, да? Монгольский спортсмен.
Тувшин Тулга Туменбеле. Серебряный и бронзовый. Вот эта завязка интересная. 2016 годов. Ну, какой, да? Физически тоже очень сильный, мощный парень. Мощный. Тувшин Тулга Туменбеле. Тренеры по Тулга Цеден Соснов. Его соперник интересно. представитель команды Азербайджана Ахмед Наби Варцатир. Я сам не был в Монголии, да, но коллеги ездили тоже на Mongolia Open тоже. Рассказывали, в каких условиях занимаются борцы из Монголии. Ох ты, на 4 балла, о чем мы говорили, бросок. И тут же продолжает тоже Ахмед Наби. 2 балла. Красного. Да. 4-2 сейчас пока на табло. Какой бросок красивый. Нет, 4 и балла вот как там раз, было. если про условия закончу, да, мысль там, они занимаются в таких страшных условиях, там, если честно, да, залы, скажем так, ну, далеки от нашего триумфа великолепного. Ну да, конечно. В общем, условия у них, прямо скажем, не очень. Это 4 балла, 100%. Ну да, какие тут могут быть сомнения, да, в опасном положении. А вот здесь тут завязка, тут это... Будет А тут, мне кажется, рассматривать. ну это же атака, в принципе, монгольского спортсмена. Да, да? И я думаю, что здесь 2 балла можно дать. Да, красный. Да. Они дали синий. А зачем? 6-2. Ну вот сейчас рассматривают, смотрят. Челлендж, да? Да. Я был в этом году в Монголии. Меня пригласили, ну как почетным гостем Mongol Open. Вот. Меня, кстати, там наградили, дали мне... Все правильно сейчас рассудили, да. 4-4. Отличник физики культуры Монголии мне дали. Ох ты. Да. Ну вот тоже причастный, значит, к монгольскому спорту человек. Вот 4-4 стал. Да, все правильно, да. Но тем не менее сейчас в выигрышной позиции, да, Гвардзатилов за счет качества его броска балла, да. на 4 балла оцененный. Еще 1,5 минуты. Еще тут да. Действия еще будут оценены. Ну, сейчас Тувшин Тулга в таком положении, что ему надо атаковать. Он ждать уже не может. Ему надо атаковать. Он сейчас будет думать, как обыграть своего соперника, за счет каких действий вывести его. Видишь, вот он выиграет схватку, но он борется. Да. Ахмед Наби, да. Да, Ахмед Наби. Потому что если он встанет, его могут наказать или проиграть. Хорошо готов, хорошо чувствует себя. Нет, не пойдет, второй раз не пойдет. Да, еще раз хотел на 4 балла. Такой же бросок сделать, да? А Тувшин Тулга, нет, с этой ситуацией сложно будет. Тем более, что есть опасность того, что и сам может. Хотя вот он опять пытается если поднять. Он на него да? сейчас не полезет, будет его внизу держать, сейчас свисток поднимет. А он до этого, когда он проиграл, он на него хотел сверху его взять, а тут его сразу подбил. Ахмед Наби, у него такие завязки, вот, заковырки, он может где-нибудь прихватить его. Да. Его, да, в ноги прошел, и здесь из этой ситуации он возьмет, да. Да. И сразу продолжает. Ну вот опять же, о чем мы говорили, да? Да. Умеет он, каскады приемов умеет делать. Вот это очень важно. Это признак большого мастера. Неужели монгол опять без золота останется? 8-4, да. Пока все к этому идет, тем более, что времени 40 секунд остается, а Ахмед Наби с разницей в 4 балла ведет. Гвардзатилов, безусловно, очень хорош. Да, мы вчера его хвалили. Да. Хорошая борьба у него. Ну, такого борца, приятно конечно, смотреть такую борьбу. Сейчас дадут балл подтверждений. Ну, это так уже. Ну, мы ждали примерно такого, да, такой схватки. В принципе, ну, можно сказать, что это равная была схватка, но здесь все-таки выиграет сильнейший все равно. Оба борца хороши, оба финалиста. Но сегодня
на сегодняшний день лучше, конечно, Ахмед Наби Гварзатилов. Ахмед Наби, он помощнее. Да, и Монголия с еще одной серебряной медалью. Но серебро тоже. Да. Медаль. Поздравляем Азербайджан, сборную команду, которая каждый год к нам приезжает и борцов хорошего уровня тоже всегда представляет на наших коврах. И зрителям это приятно, конечно, да, посмотреть. Это одна из сильнейших борцовских держав мира. Да. Наши основные соперники. Да. В Европе. А сейчас призер Олимпийских игр за бронзовую медаль будет бороться. Ихтиор Наврузов. Ихтиор Наврузов, кстати, был у нас в гостях и был, имеется в виду, он участвовал в наших соревнованиях. Я не помню, какой это был год, но я помню, что он выиграл тогда в борьбе за бронзу, по-моему, да? Выиграл у Ахмеда Чакаева, который сейчас один из лидеров. Да. Какой-то турнир. И такая яркая тогда была борьба. И он на последних секундах, там, по-моему, на 4 балла бросок сделал. Там очень много баллов было разыграно. И такой шум стоял здесь в зале. Ну, в общем, показал он себя тогда. И стал одним из героев этого турнира, да, запомнился людям. И после этого он уже выигрывал и медали на чемпионатах мира, и потом на Олимпийских играх тоже выиграл бронзовую медаль. Так что он опытный. И я думаю, что болельщики со стажем его хорошо помнят. И сейчас тоже какая-то часть болельщиков, я думаю, что будет его поддерживать. А его соперник Айдын Таджигалин не такой все-таки именитый спортсмен. Он сборная Казахстана. Но вот он, Ихтиор Наврузов, перед вами. Бросковый парень. Тоже скромный. Казах тоже молодец. Вышел малый финал. Да. Такие монстры не прошли, как да. Сослан Рамонов. Да, 70 килограммов одна из, конечно, лучших весовых категорий была. Даже Сослан Рамонов остался без финала золотого, да. Но Жирбаев Евгений, конечно, опять же, у нас в Якутске ему нравится бороться. Он такой человек, тоже настроение действительно. Да. Он, если его поддерживает публика, если поймает он кураж, что может выиграть любого соперника. Он турнирный боец. Да, ему будет противостоять еще один монгольский борец, кстати. Батырдене Бамбадорш. Ну, я думаю, Женя выиграет встречу. Он с монголами хорошо борется. Наврузов бросок в ноги, но Таджигали пока внимателен. Его соперник синим далеко. Без ошибок пока. Первая минута пока завершается только. Но Ихтиор тоже пока сильно не напрягается, спокойно ведет схватку. Ну да, я думаю, он должен победителем в этой встрече. Потому что у него выше классом он. Игр 2016 года Ихтиор Наврузов. Там тогда драматическая борьба была за 3-е место с монголом. Да, он, кстати, тоже здесь выступал, Ганзарик Мандахнаран. Его наш Герман Устинов выиграл. Да. В первом круге. Причем выиграл, удивительно, скажем, ну, легко не бывает, конечно, но выиграл уверенно, да. И в новом весе осваивается только Герман Устинов, 74 килограмма. Ну, ранее он 70 выступал. И хорошо себя проявил, ярко. Опять же, боролся с Никитой Сучковым, который выиграл того же Франко Чамизо вчера в финале. Так что проиграл он только Кендалл Кросс, олимпийский чемпион. Главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия Федор Михайлович Борисов.
представляют здесь гостей. Президент Но мы все-таки внимание на ковер обратим. Здесь Да, пока упорно ведет, борьба идет. Да, Наврузов пока со счетом 1-0 ведет. Ну, это за счет 30 секунд там была предупреждения. активность. Олимпийский чемпион, народный депутат Государственного собрания Ильтюмен Республики Саха-Якутия, заслуженный работник физкультуры и спорта России Павел Павлович Пенигин, депутат Государственной Думы Российской Федерации 5-го созыва, вице-президент Федерации спортивной борьбы России с 2003 по 2011 годы Михаил Ильич Эверстов. Первый период завершается. Ну, видимо, с таким счетом он и подойдет к концу. Я больше ожидал. Я тоже, ну, как казах, я думаю, что, в принципе, он понимает, что тоже, если он полезет, что называется, да, может получить, то сейчас поэтому он осторожничает и, возможно, хочет на ошибки своего соперника поймать. Ну да, он бросковый парень, Наврузов-то. Ну, видимо, еще оптимальной формы нету. Да. Узбекистан, конечно, в спорте тоже большое внимание в спорте, да, и в борьбе в частности. На Олимпийских играх и в боксе они взяли много медалей. Да, в боксе они очень много медалей взяли. И в борьбе, вот, в том числе Ихтиор, да, Наврузов. По-моему, у них в борьбе единственная медаль была. Вот. Да, В синем трико Ихтиор Наврузов, Узбекистан. Ну, у кого еще здесь синий, можно поспорить, потому что такие тоже красочные трико. Да, сейчас красиво сделал. Приятно смотреть на них. Не просто синий, красный, да? Да. Здесь Нас такой как колоритный. приучили к этому. Синий, красный, а тут уже можно и полюбоваться, какие хорошие, красивые рисунки. Ну вот, видите, снежный барс, Да. Ирбис, который водится и в Казахстане, в горах, да? Ну вот якутские борцы что должны, если мамонт, что? Ну, волка можно, ну да. медведя. Ну, у нас много здесь хищников тоже. Айдын Тажигали, Казахстан. Даже тигры забредают. Ну и полярные волки, конечно, они очень большие, крупные, да, крупнейшие в мире. Да. Тренер Латиф Халимов. Ведет Наврузов. Тоже 30 секунд было, 2 раза ему дали активность. Но потому что Таджигали вот, ничего, в принципе, пока не показывает. Все на дистанции, все вот разрывает все, да. Он свой шанс ищет. Конечно, у каждого здесь свой интерес, что называется, да. У каждого в голове свой план, который он выполняет. Таджигали понимает, что если он сейчас 2 балла возьмет, то он уже выигрышный, в принципе. Сейчас 30 секунд дали. Наврузову, да? Да. А нет, первое замечание не дали. Минута осталась. Здесь надо баллы брать уже технически. Ну вот он как раз за свой шанс сейчас цепляется, да, пытался провести сейчас прием, но Наврузов все-таки сумел защититься. 50 секунд еще есть. Как раз последняя минута он, наверное, и готовил свою атаку. Таджигали. Ну, да. Уж вон какой. Отвечает Наврузов тоже, да. Уже грубая борьба пошла. Но последняя секунда сейчас они понимают, что последние секунды сейчас истекают, понимают, что сейчас на кону уже медаль. И каждый хочет этой медали. Какая борьба сейчас. Но без этого тоже никак. Это же борьба. Ну, если стимул есть. Да. Каждый приехал за медалью. Конечно. Ну как ушел сейчас? В Узбекистане $3000 это большие деньги. Да, конечно. Очень большие.
Ну вот, Узбекистан. Третье место. Третье Ну, им место. надо, чтобы Бронзовая медали медаль. Да, бронзовая медаль у Ихтиора Наврузова. Бронзового медалиста Олимпийских игр Рио. Выигрывает и медаль нашего турнира. Так что поздравим Ихтиора Наврузова. Вот о чем я говорил. Его узнают, знают его и тепло приветствуют его победу тоже. Ну, конечно, любой человек, у которого есть олимпийская медаль, заслуживает самого высоких. Вот он, видишь, сразу. А нам еще приятнее, что медали все страны должны заработать. Когда уходят, это приятно. География, когда большая, да, медалистов. Рамонов борется за третье место. Да. Вышел. С этим, с нашим, как его, с Красноярска. Да. Надырбек. С Надырбеком Хизриевым с Красноярска, да. Он тоже был. Но он призер Ерыгинского, по-моему, был, да. Он брал, по-моему, медали в Красноярске. Воспитанник тоже Красноярской школы вольной борьбы. И Сослан Рамонов, олимпийский чемпион мира, который вчера в полуфинале проиграл Евгению Жербаеву из Бурятии. Одна из сенсаций тогда это была нашего турнира, да. А сегодня Сослан, ну, видимо, он тоже не хочет с пустыми руками. Молодец, вышел. Обычно такие звезды, они снимаются или не борются. А утром пошел на взвешивание, это же утром взвешивание было. И сейчас борется за третье место. Молодец. Но ему сейчас надо набариваться, ему надо сейчас побольше турниров. Он ведь тоже после Олимпиады сколько травмированный был. Ну и $3000 тоже не помешает. Да. Даже олимпийскому чемпиону. Ну такая вязкая борьба будет. Надырбек тоже такой напористый парень. Мастер спорта Сослан Рамонов. Он, кстати, Жербаев вчера сильно боролся, это Надырбек. Он в конце уже... Вот, да, Жербаев. там, по-моему, еще то ли 2-0, ну, в общем, такой небольшой разрыв был. Он-то лучше отборолся с Жербаевым. 2016 года. Чемпион и призер чемпионатов России и мира. Обладатель Кубков Европейских наций. Призер Кубков мира. Сослан Рамонов. Россия. Они друг друга знают, пока завязки идут. Сослан Рамонов все-таки он рассчитывает, опять же, на олимпийскую команду, конечно, да, и опять же поменяет весовой категории 65 килограммов, и там уже по новая история, опять же, все по новой начинает. Да. Следующий год будет определяющий у них уже все. Там еще, может, правила поменяют. Будет второй день взвешивания, когда 2 килограмма, говорят, не будет уже. Без провеса, Без провеса, да. Ну что... Но перед Олимпийскими играми, я надеюсь, что много таких изменений, надеюсь, не будет. Нет, да, такие большие изменения не будут. Но это уже сейчас поговаривают, что после чемпионата мира уже хотят провес убрать. Хотя, я думаю, это нормально на второй день. 2 килограмма, да? Да. Ну, к Олимпиаде все будут гонять, все будут олимпийские веса стремиться. Он такой тягучий, да, Хизриев, не дает. Ну, он такой, да, цепкий, он такой, да. Он когда чемпионат Европы был, Бикбулатов там, в финале. Утром, нет, он в финал вышел, вес больше 4 килограмма было лишний. И утром еще 2 килограмма гонял после этого. И вот
Не хватило его. Кстати, он на 70 килограммов, говорят, на Циолковского. Значит, не смог сделать опять вес, скорее всего. И, видимо, остается без чемпионата мира. Ну да. Вот какие сложности, да, на борцовском пути. И вес надо сделать. А ведь он рассчитывал на то, чтобы он будет в этом весе бороться. Ну но да, не его всегда. освободили от чемпионата России и сказали, что будет у них выезд в Польшу, да. 2016 года. Чемпион и призер чемпионата России и мира, обладатель Кубков Европейских наций, призер Кубков мира. Сослан Рамонов, Россия. Пока 1-0 ведет Сослан Рамонов, но ничего пока не дает сделать. Замечание сделали Сослану. Последует 30 секунд после этого. Надирбек Хизриев, да. Ну, в концовке может сейчас добавить Рамонов. Только ему сейчас надо активность, потому что дадут 30 секунд ему. Сейчас, если дадут, так он будет проигрывать. Я думаю... 1 балл уже взял Хизриев. Ну, все, 1-1 он по последнему. Я думаю, сейчас 2 минуты ему остается. терять нечего Рамонову. Надо взрываться, да. Надо включаться уже. Тот ушел уже в защиту, и так он в защите был. Ну и защита у него такая очень мощная, скажем, да? Надирбек Хизриев. Не дает ничего сделать. И Жирбаева же тоже вчера завязал. Да. Такой парень. В защитном, скажем, да, стиле. Больше защищается и сложно. Я бы сказал, борьба ровная. Я вижу, что вы очень волнуетесь все-таки, да? За Салтана. За Сослана? Сослана, да. Ну, все-таки взял. Все-таки взял 2 балла. Последняя минута сейчас пойдет. Крестный захват. Пытается взять. И Надирбек хороший парень. И пошел. Все. И все. И Надирбек хороший парень. Ну, а Сослан мой земляк, конечно, я за него болею. Любимец Осетии, да? Да. Особенно молодежь, дети. Он такой открытый, да, парень. Даже клип снят у него, как он утром зарядку делает, детей собирает, вместе с ними бегает. На 4 балла улетел сейчас Надирбек. У него не хватило Надирбека. Видно, что человек не готов. И как тепло приветствует публика олимпийского чемпиона. Бронзовым призером 11-го международного турнира мемориала Коркина весовой категории до 70 килограммов. Поздравим Сослана. Сослан Рамонов. Молодец, что вышел и в бронзовый финал, и показал свою борьбу. Россия. А зрителям какое удовольствие. Да. Вот что такое в современной борьбе до конца бороться. Почему сейчас американцы столько медалей зарабатывают? Потому что до последней секунды они борются. Борьба за первое место. Вот, мы смотрим повтор. Сослан Рамонов. Так взял, да, и здесь уже, конечно, без шансов, что называется. Пьямбадош Патердене, Монголия. Ladies and gentlemen, we are starting the bout with a gold medal in the weight category up to 70 kilos, and please welcome Батырский Пьямбадош. Поклонился, да. Молодец. Ну что, за Монголовым болеть? Хотя бы за медаль. Но Жирбаев здесь большой любимец местной публики. Да, я тоже сильно уважаю его. Я лично за Евгения Жирбаева. Все Я равно. тоже за него болею. Да. Наши соседи, сборная Бурятии, очень хорошие тоже схватки показали здесь.
Жаль, жалко было вчера, что в схватке с казахом, да, наш Цыденов, Бояр, Цыренов, Бояр, такую схватку показал, которая завершилась со счетом 10-10. Мне кажется, там были небольшие судейские недочеты, потому что он должен был крупнее в первом периоде выиграть. Хотя проигрывал 8-0, но он взял там, по-моему, 12, если не больше. Было там, да. И поэтому мне действительно было жаль, что он не смог стать медалистом нашего турнира. Прекрасную борьбу показал. Это был один из лучших финалов вчерашнего дня. Ну, у монгол еще есть шанс в тяжелом весе, но шанс... Вот он, кстати, перед нами. Бояр, которого мы всячески респектуем и салютуем, да? Потому что такую борьбу показал вчера, что, конечно, все зрители это запомнили на долгие годы. Батардене Бямбадорш и Евгений Жербаев. Финал весовой категории до 70 килограммов. И один из самых ярких борцов нашего турнира, Евгений Жербаев, автор сенсации, смело можно сказать. Призер чемпионата России, призер Ярыгинского турнира, победитель нашего турнира и призер, кстати, тоже. Он каждый год у нас. Он сейчас выиграл Монгол Опен в этом году. Да. Вот если он еще прибавит, что... Ох ты! Вот это... 4 балла. Чего не знаю. 2 балла дали, да? Да. 2-2. Заслуженный тренер Монголии Цеден Сотно. Бямбадорш Бадардане. Участник чемпионата. Ну, они оценили неполноценный прием. Бронзовый призер международного турнира Монголия. А так он с партера наверх вышел. Должен был 1 балл. Вот, кстати, Бямбадорш тоже, да, напомнили, что он Монголия Опен тоже выигрывал. Мастер спорта международного класса. Тренируется под руководством заслуженного тренера России. Я думаю, что он чемпион национального чемпионата, да, в Монголии. Наверное, если первые номера. Да, здесь кроме Бояра Эрденебата, который приболел. Начинает Евгений Жербаев работать. Это обычно всегда приносит какие-то дивиденды, да? А у него такая борьба в жизни. Он проигрывает, выигрывает, он все в борьбе, идет в борьбу. А Бямбадорш, кстати, тоже хорошие схватки показал вчера. Но в финал вышел достаточно уверенно. Ну да, он же на Розово выиграл. Да. В полуфинале. Оба этих спортсмена выиграли медалистов олимпийских Олимпиады, да. игр. И еще одна серебряная, кажется, медаль будет. Да, какой-то из команд. Одной известной. Ну и в тяжелом весе иранцы не выиграет, это монгол. Ну, не знаю, Залбо тоже не подарок, он тоже. И на Ярыгина брал медали. Иранец здесь в тяжелом весе самый такой яркий. Ну да. А Ял Лазарев наш его выиграл, правда, на чемпионате Азии в финале. На туше даже. Помним. Да. 6-0 выиграл, потом на туше. Что-то с табло там было или? Не знаю. 6-2 было, сейчас 4-2 стало. А что они возмущаются, эти буряты? Не знаю. В их не пользу было. А, да, видимо, да. Действительно не включили, видимо, таймер. Для проведения церемонии награждения. Ну, там, видимо, тоже. А 2 балла зачем убрали? Сандаков там виднеется. Как вы сказали, да, уже главный тренер. Да, я сегодня с ним разговаривал. Юрий Сандаков. Да. Бояр вчера, конечно,
с Ниязбековым спектакль такой устроили. Как в кино просто. Схватка такая была. Хоть 10 раз можно смотреть, пересматривать. Красивая схватка. Как приятно в этом году финал смотреть. Все борются, никто... Да, ну потому что тон задает, по-моему, да. Когда начинается все вот так вот, да, и уже все идет. Мне кажется, никто не хочет вот, уже по-другому, скажем так, да, выигрывать. Потому что здесь такая борьба уже пошла. В прошлом году выходят из одной команды и не борются. Один снимается, Стоят, да, или вообще неинтересно было. Может, дело в призовых? Может, да, и разные сейчас. Из одной команды нету, чтобы они вместе вот... А вот, кстати, да, вот как бросок как раз мы смотрели, да, вот этого монгола, который, в принципе, мне кажется, 4 балла тоже можно было. Да, вот да, 2 балла монголу, и Жубаев наверх вышел. Это 1 балл должен был. Да, хотя бы, да. Борьба за первое место. Вот это 2 балла. До 70 килограммов ведут в красном трико Вот. представитель команды Нет, Монголии. это уже другой момент. И второй период у нас Участник начался. чемпионатов Азии и мира. Бронзовый призер. Ну, Евгений тоже, конечно, природный талант, да? Вот такого тоже натренировать такое невозможно. Это такой, что называется, материал, из которого вот тренер может слепить мастера большого. Но он к этому близок. О, красиво. Евгений. Он боец, Евгений. Да. Он любит борьбу. У него это в крови, мне кажется, просто. Да, вот он уже без этого, я думаю, что он не может. Поэтому он не может лениться, потому что это приносит ему удовольствие. Он выходит и получает удовольствие от этого. Вот как Тютрим до полуфинала боролся, он это удовольствие получал от своей борьбы. Он выходил бороться. Выходил. А это же всегда чувствуется, да, зритель это всегда чувствует, когда борец выходит не просто там потолкаться, там побороться, там за медаль как-то выгрызать, там, а вот выходить и, что называется, творить творчество на ковре, да? Не цепляться за балл, что взял балл и удержать. А они борются, они удовольствие получают. Да, правильно, вот подметили. Подметили, да. И Женя и парень хороший, он и общительный. Да. Никогда не отказывает. В команде веселый парень. И в интервью никогда не откажет, и всегда поговорит. И такой открытый парень, улыбчивый, общительный. Ну вот на чемпионатах страны, вот он до полуфинала доходит. Да, у него есть какой-то барьер, да. Какой-то этот, знаешь, стопор встает и все. Сколько раз уже призером был? Тогда в Махачкале, в Каспийске. Какой год? Тогда, Олимпийский год, да. Тоже третьим был. Он выиграл тогда, кстати, за третье место Хетига, да. Который сейчас один из лидеров тоже. Да. Но уже в 74 в олимпийском весе. Это уже работа тренерская сейчас уже нужна. Конечно, он парень молодой, конечно, ему опыта не хватает, да. А тут нужен человек поопытнее, который бы подсказал, который бы успокоил, какие-то ошибки указал, да. Чтобы он уже понимал, что тоже за ним тоже есть человек, который ему всегда поможет. Это ведь тоже важно. Конечно. Монголы остались опять без золота. Да. Такой счет отыграть у Евгения будет невозможно. Да. Но вот серебряная медаль это тоже хороший показатель. Конечно. В таком престижном, в таком качественном составе, тем более 70 килограммов, там такие имена были. Да, самый такой... Но вот Сослан Романов будет стоять на одну ступеньку ниже, чем Белбадош. Так что это почетно. Он согласился все-таки, что сегодня Евгений Жербаев сильнее. Евгений Жербаев, поздравляем, вторая золотая медаль нашего турнира. И я думаю, что сейчас будет тоже аплодисменты
Вот, он радуется. Он очень любит якутскую публику. Он сам в этом много раз признавался. Его борьбу, конечно, не любить невозможно. Спасибо, говорит. Молодец, Евгений. Веселый парень. Да. Бояр тоже. Видишь, да, он не расстроился, хотя вроде мог бы тоже, да, такой депрессняк уйти. А он тоже улыбчивый. Он всегда такой тоже на позитиве, ребят. Молодцы. Как приятно, когда зрители так принимают спортсмена. Евгений Жирбаев. А он с монголами хорошо борется, Женя. Ну, не только с монголами. Да. И со осетинами тоже. И со осетинами тоже неплохо. Кстати, вот Шевале вот, в декабре Руслан у него выиграл с явным преимуществом. Жирбаев в финале. Да, какие эмоции. Чемпион. 70 килограммов. И сейчас церемония награждения готовится первого нашего веса. Весовая категория до 61 килограмма. Два якутских борца наденут бронзовые медали. За третье место бронзовой медалью и сертификатом на $3000 награждается. Да, сейчас на пьедестал почета. На пьедестале почета Айсен Потапов, Республика Саха-Якутия, Верхоянский улус. Поздравляю Айсена, пожелаю ему и дальнейших успехов, расти и дальше, приносить радость якутским болельщикам. Молодец. Нюргун Александров. Уже несколько медалей у него есть. Еще одна бронзовая медаль. С чем мы его поздравляем. Поздравляем всех, кто причастен к этой победе, к этому успеху. Второе место. Товшентулга Туменбелек, Монголия. Хорошую борьбу показал тоже. Но расстроен, конечно, расстроен, что не первое место. Но Ахмеднабей Гварзатилов был действительно лучшим, без сомнений. Очень красивую борьбу показал вообще на протяжении 2 дней. Он красивую борьбу показал. И медаль красивая тоже. Да. Не просто там. Бывает, что такое качество не очень, да, но которое... А хочется, чтобы такая тоже весомая она была, да, медаль. Да. Тоже красивая. Ну что, ребята заслужили. В Якутии очень большое внимание уделяют, когда вот такие соревнования, крупные соревнования вообще. Церемония награждения победителя и дивизиона весовой категории до 61 килограмма завершается. Болельщики, которые, я думаю, что все 3 дня здесь сидели тоже и не устали, и будут сидеть до конца. Многие. Ну и многие, я думаю, что по телевизору тоже сейчас наблюдают. Ну, в основном, да, основная масса по телевизору. Ну, вся республика, да. Ну, у нас, конечно, расстояния большие, не каждый может себе позволить переехать сюда. Тем более завтра выборы. Да. Вот. Сегодня отдохнут на борьбе, удовольствие получают, а завтра пойдут все по своим участкам на выборы. Да, следующая весовая категория уже вызывает спортсменов. 79 килограммов. Ибрагим Исубов и Ислам Килич, Турция. Мы тоже готовы встретить этих спортсменов. Не скажу, что я хорошо знаком, что называется, с их спортивной карьерой, но я знаю, что не так много у них все-таки регалий, да? Я их вообще первый раз. Да, я вот тоже, честно сказать, поэтому
посмотрим, получим удовольствие от борьбы. 79 килограммов. И Азербайджан, и Турция. Тоже две разные школы вольной борьбы. Тоже сильнейшие борцовские державы, представители, я думаю, что должны показать. А в 79 килограммов, вот видите, в финале кто? Кахабер Хубешты, человек заслуженный в борьбе. Ветеран. Ветеран, да. Он чемпион России был и чемпион Европы. Выступал в свое время за другую европейскую, да, за Словакию выступал. Ну и ему будет противостоять в борьбе за золотую медаль Джумбер Квелашвили из Грузии. Он является бронзовым призером европейских игр в Баку, да, в 2015 году. Так что он тоже, уже у него есть такая солидная награда в запасе, да. Так что он должен тоже дать отпор хороший. Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров. Вот, да, среди юниоров Юсупов нам подсказывает здесь. Ибрагим Юсупов. Его соперник в синем трико. Представитель команды Килик 2 балла сразу взял. Килик. Еще 6-0 уже. 8. И еще разок. Нет, может, видимо, не даст нам насладиться в течение 6 минут. Да, не ожидал, что взорвется так. Молодец. 8-0 же ведет. Ему надо первый период выиграть, он второй период тяжело борется. Ибрагим. Хорошо взорвался, да? Да. Такой ураган. Он, видимо, чеченец. Касумов его секундирует. Но в Чечне, в Турции мы знаем специалистов из Чечни, тренера, да, олимпийского. Российских специалистов приглашают тоже. Ну, здесь накрылся сам, да? Нет, это срыв. Или срыв, да, срыв все-таки его показали. Атака, срыв. Саша Чуенко опытный судья. Ну, за Турцию и из России уже несколько легионеров, да, мы знаем. Опансат сейчас известен как Чингисхан Эрдоган. Громкое имя, да. Думаю, что Калой, Картоев, да. Картоев. Ну, фамилию выскажу по-турецки. Потом сейчас Европу девушка выиграла. Да, кстати, Калой Картоев, Селим Ишар сейчас. Да. Юля Кривкова, она в Москве тренировалась, сейчас за Турцию борется, Европу выиграла в этом Каспийске. 8-0, и пока на этом все в первом периоде. Второй период он устает. Килик? Да. Юсупов тоже не спешит пока. Вчера с Кахабером они первый период так нормально, по-моему, 1-0 был там, а потом все, второй период. И вот, видим, уже 2 балла отыграл Юсупов. Борьбу за третье место ведут спортсмены в весовой категории до 79 килограммов. В красном трико представитель команды Азербайджана Ибрагим Юсупов. Ибрагим Юсупов – мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2011 года. Его соперник, да, один накат не хватило для победы. И сейчас еще нельзя сказать, да, кто выиграет, потому что, как вы заметили, второй период сложнее проводит, да, Килик? Чемпион Турции. Но он тоже, мы слышали, да, в юниорском возрасте тоже медалист первенства Европы.
Нам сложно определить возраст, потому что лица скрыты под густой растительностью, так что тут не определишь. Можно и 30 дать, ребята. Ну и раз они на взрослых соревнованиях борются, они уже взрослые. Интересно, вот с такой растительностью приятно вот бороться противнее. Вот. И да, 4-8. Прогноз чуть-чуть подходит, да? Да, что-то пошло не так. 8-6. Уже 8-6. И уже Юсупов понимает, что вполне все может повернуться в еще его раз пользу. переведет и все. Да. В красном трико Ибрагим Юсупов, Азербайджан. В синем Ислам Килик, Турция. Борьба за 1,5 минуты еще есть. Видимо, действительно подустал уже Килик. 81 балл. 7-8. Разрыв уже сократился до 1 балла. Вначале он 8 баллов набрал, ну выложись, ну сделай еще один накат, чтобы схватка закончилась. Нет. Это 8-0 тоже не гарантия. Еще 1 балл. Ну и, видимо, действительно подустал, уже сил не хватает, чтобы активно, да, защищаться. Да. Ну, еще минута, но пока он выигрывает, Ислам, по качеству. Ну, я думаю, еще баллы будут. Потому что азербайджанский борец, он посвежее. Это уже в защиту ушел. Да. Мощь включает Юсупов. Ну, это на колени вышли. Он грамотно сделал, упал на колени. И балла нету. Сейчас также он будет. А не даст Юсупов сейчас на коленях выйти. Он сам, по-моему, еще даже. Ой, и все. И все. 10-8 Юсупов выигрывает. Да, наш прогноз оправдывается. А я видел вчера все его встречи. Он такой взрывной, а потом все сдувается. Надо кроссы бегать, да? Ну, не знаю, это. Выносливость, она тоже одно из качеств, которые нужны борцу. Ну, вроде такой пластичный, все. Ну. И все, накрылся. 12-8 показывает табло, но это уже не имеет значения, потому что победа уже действительно безоговорочная на последних. 10 баллов набрал во втором периоде. 12-8. призер весовой категории до 79 килограммов Ибрагим Юсупов, Азербайджан. Сколько мы видели, да, вот таких возвращений, да, что называется, камбэков, что проигрывает с большой разницей, но... Уважаемые любители вольной борьбы, А сейчас мы посмотрим, да, за яркими моментами схватки. Вот уже, это уже второй период, когда начал нагонять Юсупов, азербайджанец, и все-таки добился победы. Ну а у нас готово интервью с Евгением Джирбаевым, победителем наших соревнований. Давайте послушаем. Рядом с нами триумфатор весовой категории до 70 килограмм Евгений Джирбаев. Итак, Евгений, поздравляем вас в первую очередь с победой. Мы всегда очень рады вашему приезду, вашим выступлениям. Расскажите, пожалуйста, о вашем выступлении на этом турнире, как оцените? Ну, я думаю, выступил очень хорошо на этом турнире. Я доволен своим выступлением. И этот турнир с каждым годом вообще набирает обороты. И публика здесь очень сильно приветствует, поэтому втройне приятно здесь побеждать. А вот что касается вашей весовой категории, какова была конкуренция и как почувствовали ее? С каждым годом конкуренция все лучше и лучше встает на этом турнире. Как-то турнир
набирает обороты, все больше приезжает стран. В этом году очень хороший такой призовой фонд. И участников, конечно, приехало очень много. Да, и хороший был состав во всех весах. Даже олимпийские чемпионы боролись, призеры Олимпиады. Да. А какие цели перед собой ставите вот, в ближайшем будущем? В ближайшем будущем хочу выиграть чемпионат России, попасть на чемпионат мира и Олимпийские игры. Ну, и у вас есть прекрасная возможность, может быть, передать слова благодарности или привет кому-либо. Как воспользуетесь этой возможностью? Ну, всем, кто за меня искренне болеет, я хочу передать большой привет и отдельно поблагодарить всех болельщиков народа Саха, то, что пришли и поддержали. Спасибо. Евгений, спасибо большое за ваше выступление. Дальнейших успехов. Да, вы послушали интервью Евгения Жирбаева. К сожалению, мы не могли об этом слышать. Ну, а у нас вторая пара бронзового финала весовой категории до 79 килограммов. Унурбат Пуревжав, Монголия, и Алексей Ефимов, Республика Саха-Якутия. Но здесь, конечно, шансов, если честно, конечно, у Алексея не было, потому что Унурбат Пуревжав многократный чемпион Азии, призер чемпионатов Азии, финалист чемпионата мира 2015 года. Заслуженный мастер спорта Монголии. Ну, в общем, человек очень именитый. И, ну, якутские болельщики помнят его появление, да, когда он только появился. И тогда на чемпионате Азии он выиграл, кстати, у нашего Леонида Спиридонова тоже. И выиграл у индуса тоже, Сушила Кумара. Тогда ему было всего 18 лет. И вот с тех пор он уже блистает на мировых форумах тоже. Очень уже известный борец. Один из лучших борцов на сегодняшний день в составе сборной команды Монголии. Лидер, да, в команде. Да, и такой. Он и у нас тоже выступал, да. Выигрывал. А Алексей Ефимов, он еще молодой совсем парень. Он финалист чемпионата Дальнего Востока. Кстати, мы с вами там тоже были. Да. И он был финалистом, родом из Амгинского Улуса. И для него, конечно, это будет большой опыт, конечно, опыт выступления. Он вышел в малый финал и борется с таким заслуженным тоже мастером, известным борцом. Это успех для него. Опа. 4 балла. 4 балла. И все. Унурбат уже знает, он что выиграл, да, досрочно. Поздравляем. Сборная Монголии, еще одна медаль. Пока не высшего качества, но бронза есть. Унурбат Пуревжав. Поздравляем. И становится бронзовым призером весовой категории до 79 килограммов. Ждем финалистов. Кахабер Хубешты и Джумбер Квелашвили. Россия и Грузия. Интересная пара финалистов. Да. Прогнозы тяжело делать. Да. Я вот тоже не уверен в исходе этого противостояния. Будет интересно посмотреть. Конечно, опыт и, что называется, ну, по регалиям, конечно же, Кахабер Хубешты выше, да, стоит. Да. При том, что на голову. Но дело в том, что у него уже возраст, который подходит, когда уже заканчивает с активной спортивной карьерой. Вот, а как они вышли в финал перед вами, да? Джумбер Квелашвили, Грузия, и Кахабер Хубешты. Сетка соревнований. И выходят борцы красочно тоже. Очень хорошо оформлено. Да, очень красиво. По-современному все сделано. Ну так оно должно быть. Это шоу действительно и высокого класса, да. Чем больше людей приобщены к этому, к борьбе, тем, мне кажется, лучше. Конечно. Потому что вы видите, да, сколько и молодых людей сейчас на трибунах тоже сидят, и девушки тоже смотрят. Да. И, конечно же, и опытные болельщики. А вчера у монголов выиграл, по-моему, да, в полуфинале?
Джумберг Квелашвили, я, честно сказать, полностью ни одну его схватку вчера не смог зацепить, не видел. Ну, много соревнований, много борьбы, конечно, и... А знаете почему? Он потому что на тонкой арене все боролись. Да. Я тоже ни разу не видел здесь его. Но зато вот сейчас мы посмотрим, как он, что он из себя представляет в финале. Но опять же скажем, у него есть медаль большого спортивного форума первых европейских игр, которые по олимпийским видам спорта были проведены впервые. И прошли они в Баку, столице Азербайджана. Виктор наш Лебедев тоже там выиграл, да? Золотую медаль. Ну, здесь Кахабер поопытнее, он... Да, конечно, Кахабер. Собран всегда борется. Высокого класса мастер. Медалист всевозможных турниров. Он по юниорам чемпион мира был. За Словакию, когда боролся он. Уважаемые победители и призеры весовой категории до 70 килограммов, просьба подготовиться для проведения церемонии награждения. Квелашвили. Такой резкий, да? Да. Тяжелая схватка будет для Кахабера. Квелашвили моложе, причем намного, Да, мне кажется. да. Такой, видно, что парень юный еще, 2 балла молодой. проиграл Кахабер. 3-0 уже ведет, да? Нет. А, нет, 2-1. Почему? Нет, Откуда? нет, 3-0, 3-0, да, да. конечно. Там табло они... Поиграли с цифрами, да? 3-0 ведет Квелашвили. Пока вот как-то достаточно все просто для него, да? Начинается эта схватка. Грузинские борцы всегда с ними тяжело бороться. Да. Они хорошо ноги чувствуют на ногах. Борьба за первое место весовая. Да и школа хорошая грузинская. До 79 килограммов ведут в красном трико Кахабер. 2 балла Кахаберу. Россия, Владикавказ. Показывать? Мастер спорта международного Ничего не класса. показывает. По-моему, нет. Чемпион России. Вот, да. Ну, мне кажется, тоже там было, да. Победитель Я не знаю. На бок, да? Он на тазу прошел. Да. У него Серебряный призер Да, 2 балла дали. международного турнира Golden Grand Prix Иван Там Ерыгин. Тимур Батыр, он опытный олимпийский арбитр, руководитель ковра. Серебряный призер Сразу, да? Да, 2 балла дали. 2019 года. Мастер спорта международного класса Кахабер Хубештык. Россия. Его соперник в синем трико, представитель команды Грузии Джумберг Квелашвили. Победитель первенства Европы среди юниоров 2012 года. Снова прошел в ноги, да? Бронзовый призер Скорость все-таки это такое качество, которое с годами не прибавляется, к сожалению. И видим, что Квелашвили именно в этом компоненте превосходит своего соперника. Ну, что видно, да? Ноги мощные, он и ниже ростом. Он его поймал, второй раз у него так за ногу поймал. Но хороший борец растет и в Грузии, да, видно. Ну, зря он сейчас эту идет, в глухую защиту. Опять, да? Да, 2 руками нельзя руку держать. Кахабер не отпускает. Ну да, он должен, еще время есть. Молодец, 2 балла. 4-4 счет. Очень упорная схватка. Да. Сейчас Кахаберу надо спокойно бороться. Не останавливаться и спокойно, не проваливаться. А, кстати, он в очень хорошей форме, да? Мы видели вчера, как он прибавлял именно во втором периоде тоже. Несмотря вот опять же, скажем, 32, по-моему, было. Да. И 6-4. Нет, еще. уже, да, свисток. Ну почему? Тогда раньше. Хотя вроде... время. Время точно, да. Там уже отсчитывается и 30 секунд. Да. А так, да, свистка не было.
Сослан Рамонов настраивает его, Кахабера. Не, над таким вот борцам надо с уважением относиться. Столько лет в борьбе. И чтобы такую борьбу показывает хорошую. И он в финале у нас. Да. Он здесь провалился, да? Да, вот на своем движении 2 раза вот так. Здесь красиво. Оп, опять посадил, да? Опять 2 балла. Ничего не... А, это Нет, на начало. это вот про первый период мы смотрели. 6-4 второй период. Практически грузинский борец ничего не сделал. Он только его 2 раза за ногу. На его ошибки. Синий пассив. Да, он не борется синий. Он встал уже. Вот правильно заметили, он прибавляет второй период. Да. Кахабер. Мы видели это и вчера тоже. Я вот действительно удивился. В какой форме человек, да? Да. Молодец какой. Кахабер. 12-4. 12-4 и в 2 баллах от досрочной победы. Кахабер. А. Мастерство, что называется, не Конечно, потеряешь. Конечно. Вроде синий должен бороться, он проигрывает. Но уже все уже провалился. Да. Если за спину сейчас сумеет зайти, пока не отпускает ногу. Ну, Кахабер сейчас оттуда. Вот он, да. все, пошел. И все, Все, 2 балла. посадка, да, была? Да, 2 балла. 2 балла, все. И 14-4, вот это да, Кахабер. Поздравляем Кахабера, молодец. Безответных 14 баллов взял. Да. А он же проигрывал 4-0. 4-0. Вот, спортсмен высокого класса. Хубишты, мастер спорта международного класса. Поздравим. Да. Золотая медаль в весовой категории до 79 килограммов завоевал Кахабер Хубешты. Смотрим повтор. Ну, здесь уже он такой доминирует уже, да? Да. Во втором периоде. Без шансов. Ну, в начале 1 раз он провалился сам на своем премии, а второй его тоже нас поймал на его ошибки. И все, больше он никакой движения не сделал, грузинский борец. Интересно бы было в финале, если бы монгол вышел в финал. Монгол бы вышел в финал с Кахабером, Да, интересно Поревжал, было. да? Да. Было бы действительно. Там интересно бы было. Ну что, и Грузии медаль везут. Это Да. тоже хорошо. Серебряная медаль в Грузии. Да. Сейчас готовится церемония награждения, видимо, да? Церемония награждения, весовая категория до 70 килограммов. Мне кажется, только китайцы медаль не заработали, остальные все команды. Евгений Жирбаев на высшей ступеньке. Сослан Рамонов, Ихтиор Наврузов. 2 олимпийских призера рядышком. Бронзовые медали. Ну и Батыр Дене Бямбадор, серебряный медалист. Вот перед вами 2 олимпийца. Сослан Рамонов, чемпион Олимпийских игр в Рио. И Ихтиор Наврузов, бронзовый медалист, бронзовый призер. На Олимпиаде Сослан на 1-м был, а Навруз рядом на 3-м. Да, на 3-й ступеньке. За 3-е место бронзовой медалью и сертификатом на $3000 награждается Ихтиор Наврузов, Узбекистан. Bronze medalist Navruzov Ихтиор, Узбекистан. За 3-е место бронзовой медалью и сертификатом на $3000 награждается Сослан Рамонов, Россия.
Bronze medal goes to Ramonov Saslan, Russia. За второе место с серебряной медалью и сертификатом на $5000 награждается Бямбадорж Батердене. Бямбадорж Батердене, финалист и серебряный призер нашего турнира, награждается сертификатом на $5000, да? Да. И медаль. Тоже для Монголии внушительная сумма. За первое место золотой медалью и сертификатом на $7000 награждается Джумбер Гвелашвили, Грузия. Как Джумбер Гвелашвили? Тоже. Но Евгений Жербаев выиграл золотую медаль в этом весе. И как поздравляет тоже. Громкими аплодисментами опять же встретили Евгения Джербаева. Каждый год он уже наш старый хороший знакомый. Опять. Молодец. Я помню, когда первый турнир международный Коркина Михаилом Дмитриевичем проводили под его руководством. И потом сколько их было. Вот моменты финальной схватки. Не удержать было, конечно, Джербаева здесь. Весовой категории для 70 килограммов завершается. Congratulations to all our respected medalists and athletes, and thank you very much for distinguished guests. Борьба за третье место. Весовая категория до 92 килограммов. Ну и следующий вес мы ждем 92 килограмма. И якутский тоже борец будет бороться за бронзовую медаль. Максим Толмачев и Гурам Черткоев вызываются на центральный ковер Центра спортивной подготовки «Триумф». Мы будем болеть за нашего Максима Толмачева. Гурам Черткоев, тоже российский борец. Мой земляк. Да, Гурам Черткоев. Да. Ну, да, он более опытный. Конечно. Много опытный. Ну а в финале здесь Артур Найфонов и Анзор Уришев. Тоже такой афиша хорошая. Предсказуемая да? встреча будет. Два лидера в составе сборной России. Многоопытный Анзор Уришев и один из перспективных борцов Артур Найфонов. Правда, намного легче весом. Да. Максим Толмачев, Гурам Черткоев. Давайте посмотрим. Ну, Максим у нас тоже любимец местной публики. Был призером на международном турнире Романа Дмитриева. Выиграл, кстати. Опа! Вот такой. 5 баллов, 5 баллов, ребята. За это вот его и любят как раз. Ничего не было, ничего не было. Ничего не было. Только 1 балл. Ну что вы делаете, ребята? 5 баллов и 1 балл выход за ковер. За что 4 балла дали синему? Черткоеву, да. Я не понял. Студент училища Олимпийского резерва имени... Ну-ка посмотрим сейчас. Да, давайте посмотрим сейчас. Повтор тоже. Давайте посмотрим. И надо экспертное мнение сейчас послушать от арбитра экстра-класса. 5 баллов Максиму, это 100%. 5 баллов. Это судьи, я не знаю, как они так могут оценивать. Вот мы видим, да, один показывает
4 балла красному, а с этой стороны синему. Я вот поэтому не понял, откуда что взялось. Ребята, красивый так там был нельзя. бросок. Почему? Да. Вот еще раз посмотрим. Конечно, это 5 Ну вот баллов. движение. Кто делает? Максим. Красным Да. трико спортсмен делает. Все. Откуда взяли? У нас нету автотуше. Да. Это его действие, его прием. Как так? Видишь, там немка сидит, руками ковра, ничего. В сердцах, да? Да. Салтан Сергеевич. За судейство тоже переживаете? Конечно, переживаю. Но так нельзя судить. Вот. И опасное положение. Этот синий. Все правильно или нет? Да, должны. И не 6-4. Они неправильно счет там должно быть. Ну, в общем. Да, вот убрали. Я сразу сказал 5-1, и все. Они дали 4-1. 5-0 ведет Да. Максим Толмачев. Синему вообще там ничего не было нигде. Ну почему они... Ну, хоть разобрались. Не, почему они жадничают, эти арбитры? Такие броски надо поощрять. Для чего нам дали 5 баллов? Для того, чтобы красивые... Да. Или он споткнулся, упал на локоть, дают 4 балла. Или такой бросок амплитудой. Это 5 баллов. Жадные судьи. Они же эти броски делают для зрителей. 2 балла сейчас. Да, это опытный Черткоев, Гурам. Черткоев. Он давно борется уже, ветеран, можно сказать. И накрыть надо, накрыть надо. Положи, туше. Ну вот это туше, вот человек на 2 лопатка. Максим Толмачев, еще раз он порадует, опять порадовал, да. Молодец какой. Весовая категория 92 килограмма. Где не ждали медали? Не ждали, ну кто мог ждать, да? А как красиво взял. Ну, и бросок на 5 баллов, который судьи оценили да. на 4. Но мы-то знаем, что это 5 баллов. Да, мы с вами знаем, что это было 5 баллов. Ну, и накрыл-то как? Там было видно, что есть там была возможность. Просят челлендж, а в челлендж не рассматриваться при туше. При туше-то зачем? Нет. О чем? Не рассматриваться. Речь? Правила такие. Ну, конечно, обидно, но... Нет, там... Но это было туше. Там, там ни моста, на ничего лопатках, не было. Да, на лопатках спортсмен. Вставай, ну как? Опытный борец. Ну что ты, должен уважать. Надо достойно проигрывать и уважением относиться к противнику. Максим Толмачев. Вот красавец. Молодец. Воспитанник училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева выигрывает бронзовую медаль наших соревнований. Максим Толмачев. Он родом из Аллаиховского улуса северного нашего. Молодец. Опять порадовал публику. Он и на турнире Романа Михайловича Дмитриева очень яркие схватки проводил. Я помню, я был здесь. Да, я вот это. смотрите, какой бросок Максим. Ну, порадовал. Да. Это медаль, как золотая для него. За такую борьбу. А Устьянского, если не ошибаюсь, да. Ну, наш северный парень. Молодец, Максим Толмачев. А смотри, как сейчас он красиво уже, сейчас. Уже ушел, вот здесь, вот он. Ну, что там? Все лежит в туше. Извините. Какие могут быть здесь Вот мой споры, земляк, но извините. Молодец. Так. Максим Толмачев. Красавец. Не ждали, не гадали. Нет, ну 92 килограмма с участием таких именитых. Да. Сложно было ожидать, конечно. Да, следующая пара. Вилла Гомес, эквадорец, да? Южноамериканец у нас в гостях. Посмотрим. И его соперник из Монголии Туртоктох Луфсандор. И сколько же он сюда добирался, эквадорец?
Mongolia Open. Да, издалека, видимо, да? Борьба за третье Приехал. место весовой категории до 92 килограммов. Такой боец, видим, такой атлет хороший. Интересные сегодня встречи. Утром не такие интересные были схватки, а вот сейчас Максим разогрелись. 3 бронзы у сборной команды Якутии сегодня. Да, да. 5 медалей. Хороший показатель. Утром считали 2 бронзовые. Про Максима забыли. Забыли, да? Да. Молодец. Не тут-то парень. было. Да. Тут на всех соревнованиях самый такой единственный бросок был. Красивый. Действительно пятибалльный. Не так у него много спаррингов, кого он там бросает, да? Ну, молодец. 92 килограмма. Бронзовая медаль. И будет стоять на одном пьедестале с такими именитыми борцами, Да. как Анзор Уришев, Артур Найфонов, чемпионы Европы оба. Пока бездействие у нас. Второй бронзовый финал в этом весе, 92 килограмма. Монгол более опытный. Ну, да. Но это уже сломался. Видимо, травма у него. Да. И помощь, видимо, нужна. Да. Связки, видимо, что-то у него. Трико тоже красивое. Видим. Да. С гербом Эквадора. Огонь. О. Пламя. По-моему, все, приехал. Да, видимо. Молодой человек. Ему еще домой добираться далеко. Туртактох был у нас, кстати, тоже на нашем турнире. Брал он медали, помню, да. Да, все, да, все. Нет, на самом деле это серьезно что-то у него. Связки, видимо, да? Ну. Дернул. Вот, еле ходит, как тут бороться, конечно. Ну, жалко, конечно, что не увидели мы. Ах, нет, он говорит, все. Буду бороться, говорит. Южноамериканский вариант. Но темпераментный человек, конечно. Да. Вот если бы еще выиграл эту схватку, вообще молодец. Да, Южную Америку тоже медали увез бы, да? О, нет, конечно, Туртактох-то с этим не согласен. Да, и да. все, уложил. Еще есть 20 секунд. Нет, все, нет. ушел. 6-0 ведет. Все. Ну, молодец парень, волевой, да, видно, Да. что такой боец. Мощный, атлетичный. Зрители хоть будут любоваться его трико красивым. Ну и бросок в исполнении монгольского Да. спортсмена был хороший. Все. Все. Видимо, все, да? Да. Руку. Ну надо, конечно же, аплодисменты. Молодец, молодец. Бронзовый призер весовой категории до 92 килограммов Туртактох Луфсандош, Монголия. Вот, мы видим, как получил травму здесь. Ну, тут вообще, что называется, на ровном месте. На да. ровном месте, да, но, видимо, у него старая травма. Очередная медаль монголов. Да, еще одна медаль. Кстати, даже считать уже сложно, да, сколько медалей они взяли. Анзор Уришев, Россия. Ladies and gentlemen, Финалисты. for the gold Анзор Уришев, in the weight category up to 90 чемпион Европы, многократный призер Европы, да, многократный победитель from Russia. Голден Гран-при Иван Ерыгин, многократнейший
призер чемпионатов России, опытный борец из Красноярска. И его соперник молодой осетинский талантливый борец, чемпион Европы, финалист чемпионата России этого года, да? Да. Артур Найфонов. Да, Артуру тяжело будет, потому что у него, конечно, намного... 86 килограмм выступал он на чемпионате России, проиграл в финале Даурену Курбулиеву. Здесь просто они опоздали на жеребьевку первый день, и его не допустили. Жеребьевку не прошел. И во второй день пришлось заявиться, да? Заявиться 92 килограмма. А так он приехал бороться 86 А вот смотрите, здесь Габар Хаташ тоже был олимпийский призер Олимпийских игр. Артур Найфонов, чемпионы Европы, да. Нет, такой качественный состав. И Максим Толмачев, молодец какой, да. И урвал здесь. Олимпийские призеры все без медали, а Максим с медалью. И в честной, красивой борьбе выиграл. Вот это главное, да? У него медаль с плюсом. Да. Максим, с большим плюсом. Я думаю, что зрители уже не пожалели о том, что сегодня пришли, да, посмотрели, поболели. Анзор Уришев, любимец красноярской публики, один из опытнейших борцов России. Ветеран. Ветеран, да. И Артур Найфонов, тоже восходящая звезда, можно сказать. Молодой еще совсем парень. Да, только сеньора вышел. Да. И сейчас он завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в Каспийске, который состоялся в Дагестане. Сейчас один из претендентов на попадание в олимпийскую сборную, безусловно. Да. В олимпийском весе до 86 килограммов. Но тоже показывает красивую борьбу. Тоже бросковый парень. Талантливый. Анзор Уришев, даже говорить не о чем. Это такой железный человек, очень мощный. Вот это вы правильно сказали. Он ни одни соревнования без медали не оставался. Сколько его лет 10 знаю, больше даже. Всегда он... Призера, да? Да, призера. Железный зачет. Ну, класс есть. Да. Класс. Высокого класса спортсмен. Ну, Артур может за счет скорости его обыграть. Ну и для Артура это будет хороший такой спарринг, да? Конечно. В конкурентной борьбе, с хорошим призовым фондом. Сейчас проверить себя в схватке с таким опытным борцом на категорию выше еще. Да. Конечно, сложно будет сейчас. Анзор Уришев, двукратный чемпион России, многократный призер чемпионатов России. Нам говорят, да, многократно. По-моему, у них 9 или сколько. Но чемпионом России тоже дважды был. Да, но она объявила двукратный чемпион России. Обладатель гран-при Кубка Ивана Ерыгина 2011. Сколько раз его признавали лучшим борцом в Красноярске, да, по итогам турнира. И специальные призы от главы и так далее. Один из лучших борцов Красноярска. Заслуженный мастер спорта. Кстати, заслуженный мастер. Да. И его соперник в синем трико Артур Найфонов, мастер спорта международного класса, чемпион Европы 2018 года. Стоит Анзор. Не ведется на провокации. Спокоен. Артур пройдет ноги, он его оставит внизу. Потому что у него и масса побольше. Следующая весовая категория — это супертяжеловесы. Вот, кстати, один из самых конкурентных весов тоже. Два призера олимпийских игр.
И один из них, кстати, остался. Да, вчера не почувствовал Саидова, Да. иранский борец. Но и Саидова мы увидим в борьбе за бронзовый Да, медаль да. с казахстанским борцом. Ну, такая борьба будет у них. Я думаю, баллов не будет много. Да, Уришев по предупреждению получил 1 балл. И, видимо, первый период на этом завершится, да? Да. 2018 года. Но во втором периоде надо Артуру активность показывать, да, чтобы арбитры 30 секунд отсчитали уже Анзору Урышева, тогда уже тактическое преимущество будет на его стороне. Анзору нужно будет уже брать баллы. Ну, для нас это, скажем, для зрителей, вот это будет лучше, да, скажем так, потому что Артуру действительно сложнее. Потому что он вышел на категорию выше, и атаковать ему будет сложнее, а Анзор раскрываться тоже не будет. Он тоже опытный человек, показывал свою активность тоже. Ну а сейчас Анзор тоже может. Ну да, он тоже может включиться. Он, да, в принципе, в хорошей форме, Анзор. Мне кажется, сейчас чуть-чуть поактивнее, чтобы дали 30 секунд, Артуру надо. А потом уже там такая борьба пойдет. Там же может арбитр решать судьбу. Анзор это уже чувствует. Пытался в ноги пройти. Все, 30 секунд. Да, сейчас уже тянуть с этим не будут, потому что чтобы было Конечно, время, да? чтобы время было, потом отыграться. Отыграться, да. Грамотный арбитр, потому что олимпийский судья судит Тимур Батыр, Монголия. Пока еще устное замечание, как я вижу, да? Нет, там вот 30 секунд. А, вот сейчас вот оно секунд, сейчас да. пошло, да. Ну, еще будет потом. Там полторы минуты еще будет. Половина периода еще будет, так что... Артур может остоять. Не уходи. Уважаемые победители, призеры весовой категории до 79 килограммов, просьба подготовиться для проведения церемонии награждения. 3 секунды. Все. Ой, Артур. Ну, можно было сейчас, да? Да. Но, тем не менее, он сейчас в выигрышной позиции. Да, Анзор провалился. Артур не поверил. Вот сейчас он по последнему выигрывает, Артур. Сейчас Анзор будет включаться. Да, любопытная сейчас концовочка будет. Последняя минута. Как оно все пойдет, непонятно. Анзор-то сейчас проигрывает. Вот он прекрасно знает. И что он предпримет, да? Конечно. Вот это нельзя. Вот это нельзя. И все. Тут и... А что нельзя? Ногу нельзя Артуру проходить. Я же сказал с самого начала, если он пройдет, он внизу останется. Да. Тут рядом с нами Сослан Рамонов стоит. Да, он переживает. Переживает младшему брату, сокоманднику, да? Мастер спорта международного класса. Вместе они, кстати, прилетели. Да. С Артуром Найфоновым. Ну, Артур сейчас уже практически как-то Нет, Анзора, Анзор да. не отдаст. отдаст Анзор. Железный. Да, железный. А вот и Артур. Ой, молодец! 2 балла, ё-моё. Я вас большим профессионалом сейчас. 3-3. Не, 2 балла было там. Да, было. Ну, 3-3 счет и все. Да. Ну и, конечно, поздравляю, Сослан.
А он не слышит? Да, он тоже переживает, видимо, да. Ох. Не, там 2 балла было. Ну, посмотрим, у нас тоже есть А у нас повтор. здесь показывает? Да, показывает. И посмотрим сейчас, что там было. Вот он прошел. В правую ногу. Время есть. Время есть 10 секунд. 9. Все, О, 2 все, балла. конечно, тут 2 на бедро. 2 балла. 2 а чё? балла. Вот это да. Вот это развязка. Да, Артур Найфонов молодец. Чемпион нашего турнира. Но пока еще судьи еще не решили. Это для нас, это наше мнение, скажем так. Да? А вот Да. мы видим, да, как Анзор тоже переживает, что так пропустил. Конечно, за 10 секунд. Ну, тут какие сомнения. Да. 2 балла. А какой эмоциональный, да, тренер у американцев, олимпийский чемпион. Улыбка на все 32 зуба, такая чисто американская. Да. Много эмоций. Артур сейчас может стать чемпионом нашего турнира в весе до 92 килограммов. Что не удалось Аслану, старшему брату, да? То может и младший отыграть сейчас. Молодец. Мне кажется, здесь сомнений, так много сомнений не могло быть. Да, конечно, они вот слишком долго, мне кажется, совещаются. Все верно. Да. 4-3 Да. уже по челленджу, да. Ну и Анзор, конечно, не будет здесь ничего возмущаться. Все, Артур Найфонов, поздравляем с золотой медалью нашего турнира. 2 молодых борца, которые нас сегодня удивили в этом весе. Это Максим Толмачев и Артур Найфонов. За кого мы рады. Да, конечно. Ну, за молодежь всегда переживаем больше. В любом случае, да? Да. Ну, Анзор такой опытный, не должен был так пропустить за 15 секунд. Да, мы смотрим, как Анзор-то... Мы здесь уже думали, что все, судьба золотой медали решена. Но И вот... Найфонов тактически, Да, может, вот, так сыграл, вот, что дал. смотри. Красиво взял, да? Ну, и здесь 2 балла железные. Да, Пытался. вот все, это уже 2 балла. Ну, уже на бедре все. Ну и нас ждет интервью с олимпийским чемпионом, призером наших игр, нашего турнира, чемпионом олимпийских игр, да, с Асланом Рамоновым. Давайте послушаем. С нами бронзовый президент. Свое выступление оценю. Рядом с нами бронзовый призер нашего турнира до 70 килограммов Аслан Рамонов. Поздравляем вас с этим результатом. И как оцените свое выступление на этих соревнованиях? Неплохо, вполне неплохо. Я сюда приехал сделать хорошие схватки, больше не из-за победы, а просто сделать хорошие, достойные спарринг-партнеры, чтобы побороться, выложиться, посмотреть свое состояние, набрать форму. Вроде неплохо. Схватки провел хорошие, все были достойные ребята. Отлично работа была проделана. Очень доволен. Что можете сказать, как прокомментируете вашу схватку с Жирбаевым? С Женей мы уже знакомы давно, на ковре мы не раз встречались. Хочу поздравить его, конечно же, очень хорошо боролся, достойно боролся, хорошие схватки провел. Что могу сказать? Неплохо вроде бы. Кроме поздравлений, что я могу сказать? Если анализ делать, то ничего страшного в этом не вижу. Были допущены какие-то ошибки, но это все исправимо и совсем по-другому может быть схватка пойти. То же самое в ту сторону или в противоположную сторону. Такое бывает, это соревнование, это непредсказуемо всегда все.
А после схватки с Жербаевым вы же, наверное, поговорили, вот какими вот словами вы обменялись? Не знаю, о чем с ним разговаривать. Поздравил его. Не знаю, что вместе анализ делать. Я не знаю. Поздравил парня. Хорошо боролся. Ну, такие обычные, банальные поздравления, как бывает. Я не знаю. Какой-то вопрос неудобный попался. Я не знаю даже, как ответить. Хорошо, спасибо большое. Успехов вам. Итак, церемония награждения в весовой категории до 79 килограммов. Бронзовые медали у Ибрагима Исубова из Азербайджана и у Нурбата Пуривжава. Вот они перед вами. Ну и серебряная медаль достается грузинскому борцу Джумберу Квелашвили. И золото у опытного Кахабера Хубешты, Россия. За второе место серебряной медалью и сертификатом на $5000 награждается Джумбер Квелашвили, Грузия. Но финальную схватку все смотрели. Вроде неплохо все начиналось для Джумбера. 4-0 вел, но потом, конечно, высокий класс Кахабера Хубешты и его потрясающая физическая подготовка. За первое место И 14-4 в итоге. сертификатом на $7000 награждается Кендалл Кросс, олимпийский чемпион Атланты 1996 года. В числе награждающих Кахабер Хубешты. Вот он, олимпийский чемпион. Поздравил победителя нашего турнира. И да, и фотография на память, конечно. Памятная фотография. Ну и нас ждет финальная весовая категория. Самая престижная. Супер тяжеловесы выйдут на центральный ковер. 125 килограммов. И финал с участием призера Олимпийских игр Камил Гасеми и монгольским борцом Залбо Нацакцурен. Сейчас спортсменов вызовут на ковер. Ждем. Ну, а Салтан Сергеевич сейчас только что вернулся, поговорил с коллегами, судьями. Очень много. Я их поругал. Я говорю, почему 5 баллов не дают ваши спортсмены, этих инструкторов? Они говорят, да, надо оценивать. Да, свою ошибку признали они. А, кстати, да, а ситуации с Артуром почему так много? Долго рассматривали. Он мне сразу сказал, Андрей говорит, там вообще вариантов никаких не было, там железно 2 балла. Я говорю, а что так по 3 раза досматриваете? Ну, это их работа. Надо рассматривать. Да. Ну, что-то я много эмоций сегодня получил. Да, действительно. От борьбы. Хорошие финалы тоже сегодня. Финалы. Ну и у нас, у борется. якутской команды тоже хорошие схватки. Особенно вот после этой схватки Максима, да. Я его сильно, он мне нравится, хороший парень. Я часто здесь бываю в Якутии, так я всех ребят знаю. Да, конечно. Да. И на соревнования приезжают, я всегда с ними везде. Да, и сейчас Олег Болтин, и перед вами еще один спортсмен, представляющий Республику Бурятия, Балдан Цежипов. Балдан Цежипов является и призером нашего турнира, и побеждал он. А он Монголу проиграл вчера, да? Да, и призер чемпионата России. Ну, в тяжкой, вязкой такой борьбе он на последних. Во втором периоде отдал и не смог, в общем, нагнать соперника. Но мы знаем его как очень талантливого супертяжеловеса. Да? Для своего веса он очень подвижный, разнообразный борец.
Ну, видна в его борьбе школа национальной борьбы. Он является победителем, скажем, абсолютным победителем в национальной борьбе. Бухе Барилдан. Вот этот почерк он виден. Особенно когда у нас ведь тоже есть национальная борьба, и она схожа тоже с бурятской борьбой. И это всегда тоже заметно. У нас тоже есть ребята, которые и в Хапсагае выступают, да, и в вольной борьбе себя тоже пробуют там в национальном чемпионате. И тогда замечаешь, что Хапсагайист, у него движения другие, чем у вольника, да, который только вольной борьбой занимается. Вот то же самое про Балдана Цежипова можно сказать. У него такая тоже бывает нестандартные ходы, которые вольники не ждут, к примеру, да, что вот так вот он. Да, он непредсказуемый, он может любого выиграть, может любого проиграть. Он выигрывал очень многих сильных борцов, лидеров. И в России выигрывал, и на международных турнирах. Знаете, у него вот Балдана давно уже за ним наблюдаю, ну, вот последние 5-6 лет он как надежду подает. Да. Но пока такого, на одном уровне все идет. А молодой, такой, все, фигура, и вес, все нормально. Он тоже вообще пахать, работать, и результат пойдут. Кстати, я слышал вот сейчас, когда в Монголии мы были, что монголы его, Шишура хотел его в Монголию взять перед Олимпиадой. И он, чтобы за Монголию он боролся. Что-то он отказался ехать туда, в Монголию. А, кстати, почему бы нет, да? Потому Конечно. что в этом весе среди 16 спортсменов, которые допускают на Олимпийские игры, да, в этом весе, ну, в каждом весе, да? Он вполне мог составить конкуренцию, вполне. Почему нет? Он мог бы быть медалистом. Ну, там бы он, может, заборолся. Потому что там России очень тяжело, конечно, попадать первым номером. На Олимпийские игры, да. Но соседи и ближайшие братья, конечно, Монголия и Бурятия, в общем, схожие. Тем более там условия хорошие не делали. Как проход сейчас ноги-то от Болтина неожиданный. И 1 балл зарабатывает. Ну, Балдан, он такой бросковый, он может что-нибудь придумать. Ну, может быть, не в оптимальной он сейчас форме. Вполне это возможно. Он всегда так борется. Мы посмотрим. Ну, первый период завершается 1-1, но в пользу Болтина. Он выиграл активными действиями свой балл, а Балдан получил за счет предупреждения. Балл с предупреждением он получил. Вот он сейчас видит, что остается 3 секунды. Куда ты в ноги проходишь? Ну, период уже заканчивается. Ты уже не успеешь это все делать. А на второй период... Вот он, да. Отдал здесь балл. Ну, бурятские борцы хорошо отборолись. Хорошую борьбу показали здесь, на этом турнире. Да, согласен. И Алексей Боровицкий вчера как себя показал. Я вот тоже был удивлен. Он обычно начинает 2 минуты, может любого выиграть, а потом все. У него уже заканчивается. Показал характер, порох, да? Но вчера он показал характер, да. Я удивился. Он тренер, мой друг Зорик, и он всегда за него переживает, и мы за него переживаем. Больше за тренера. Я говорю, Зорик, ну что сделаешь, если он не дышит? Ну, вчера я удивил он вообще. Молодец. До 125 килограммов ведут в красном трико Олег Болтин, Казахстан. Чемпион республики Еще ему замечания делают. Его соперник в синем трико Балдан Цежипов. Болтин, чемпион Республики Казахстан, мы объявили, да? Победитель национального чемпионата у себя на родине. Сильнейший борец, значит. Дмитрия Петровича Коркина 2016 года. Победитель международного турнира на призыв главы Бурятии 2017 года. Вот, начал работать сейчас. Вот это его борьба, он должен так бороться. 2016 года.
мастер спорта международного класса Балдан Цыжипов, Россия, Бурятия. Я помню, я регинский турнир был, он Ахмедов еще боролся, призер Олимпийских игр. И он с ним выходит, Балдан его запустил, положил чисто. Не дали, ну что-то там придумали все. Думаю, это случайно все. Только встали, а Балдан опять его. И, короче, в конце концов он его положил. И вот он тогда, после этого у него пошел рост, уверенность. Ну, встал на одном уровне. Вот еще 2 балла. Провалил. 4-5-1 сейчас уже ведет. Со всеми наравне почти борется, со всеми. И с этим, с дагестанцами, со стилами. Ну, где-то что-то не хватает. Кстати, с нашим трехкратным чемпионом мира, который травмирован сейчас. А Махов? Да, с Маховым он боролся у себя на родине, я смотрел, вот как раз. Здесь кушал, он и тогда он, вот совсем ему чуть-чуть не хватило, чтобы... Да. Я вот тут тоже смотрел эту схватку. И тогда удивил, конечно, Балдан. Ну, фактурно, двигается все. А сейчас современные тиши, посмотрите, какие стройные вот. Петрашвили, вот, да. Гуль. Таха Гюль, да? Какие они стройные. 125 килограмм. Да. Таха Гюль у нас тоже бывал, тоже да. Почетный гость. Володя Хинчикашвили в прошлом году был здесь, тоже да. Почетным гостем. Кстати, Хинчикашвили сегодня встречается, по-моему, да, как раз с Ахмедом Чакаевым в финале в Польше на турнире Циолковского. Весовой категории 65 килограммов, тоже интересная пара. Ну, у нас турнир, да, тоже очень интересный, там тоже свои. Ему реванш надо брать сейчас. Да. Хинчикашвили. У них счет 1-1, по-моему, да. Ну, Володя, он правильно, он пробаривается, просматривает все, а с следующего года уже все определиться в олимпийской категории. И Балдана Цыжипова мы поздравим. Да. Еще одна медаль у сборной России и Бурятии. Балдан выигрывает бронзовую медаль нашего турнира. Заслуженная, хорошая, качественная победа. 8-1. В втором периоде он, конечно, властвовал, был лучше. Богатырь из Бурятии. Молодец. Из медали все-таки не ушел. Да. Еще свою зарплату заработал. Да. Сейчас еще одна бронзовая пара в этом весе. Ибрагим Саидов, призер Олимпийских игр в Рио. И Ярмукамбет Инкар из Казахстана. Еще один казахстанский борец в этом весе. Ибрагим Саидов опытнейший борец. Был и чемпионом России в свое время. Да. И еще с Гацаловым боролся. Да. Гацалов сейчас уже тренером в Казахстане работает. Аджимурат вчера у нас подработал в качестве комментатора. Да. И очень грамотно, да? Очень грамотно, все по полочкам. Ну, человек, конечно, тоже, опять же, живая легенда борьбы, конечно же, 5-кратный чемпион мира. В 103 весах чемпиона мира, да. Это уж не каждому дает. Да, уникальное достижение, конечно. Да. С 97 килограмм. Вот не скажешь, что он вот такой большой, да, но стал чемпионом мира в 125 килограмм. Среди самых, скажем, больших тяжеловесов. 82 чемпиона мира был, потом 96 или 97, какой там категория. Да, 97. И 125. Это вообще. Итак, борьба за третье место в весовой категории до 125 килограммов. Профессионал с большой буквы. Поединок ведут красным триком представитель команды Казахстана Ермухамбет Инкар. Мастер спорта международного Денис Савгуш вчера тоже нам
нашем репортаже тоже подключался, помогал, тоже свое экспертное мнение. Очень интересно было послушать. Я думаю, что зрители тоже было интересно с такими именитыми борцами, которые только, в принципе, закончили, да, свою спортивную карьеру и находят себя в качестве, да, наставников, тренеров. Ну, ребята, оба борца с головой, что называется, да, очень умные ребята. Я думаю, что у них будет хорошее будущее в качестве тренера. Денис молодец, он сейчас младший юноша, старший тренер сборной России. И по ступенькам, потихоньку. Ну, что и авторитет здесь у Дениса, и как человек он порядочный, так же, как и Хаджимурат. Хаджимурат. Всегда они с уважением к старшим относятся. И знают, где младший, где старший, и как себя вести. Ну, настоящий пример, конечно, для всех борцов подрастающего поколения, скажем, да? Конечно. Нового поколения. Это люди, на которых равняются, действительно. Без всякого пафоса, да, если сказать. Конечно. Приятно было всегда наблюдать за схватками с участием этих борцов. Очень действительно, там виден, что называется, класс, да, вот, работа, и интеллектуальная работа всегда видна на ковре тоже. Ну да. Такие трико интересные цвета у них. Да. Казахстан и Беларусь. Ибрагим Саидов. Так Саидов уже под 40 лет, наверное, уже. Ну да, он опытнейший, конечно. В Турции проиграл как раз Таха Гюлю, будущему чемпиону. Выиграл у армянского борца. Он еще за какую-то страну боролся, потом уже после России, потом в Беларусь вернулся. Саидов ведет после первого периода со счетом 1-0. Ну, схожие комплексы, да? Да. Борцы такие мощные. Жуматай Шубаев, тренер, личный тренер Ибрагима Саидова, заслуженный тренер Республики Беларусь. Сейчас он, кстати, является личным тренером нашего Нургуна Скрябина. Вот я хотел спросить, почему Скрябин не будет? Да, Скрябин готовится к Минскому турниру, так же, как и Владислав Андреев. И для них это будет один из таких решающих перед чемпионатом мира. Да. В общем, там тренер сборной команды решает, кому куда ехать. И здесь выступил только Андрей Бекренев. К сожалению, до медали он не добрался. Он еще с семьи снялся, еще в встрече должен был бороться, и он снялся. Будем надеяться, что Скрябин себя проявит еще на турнире Александра Медведя, трехкратного олимпийского чемпиона. Через неделю уже будет этот турнир. Так что, но он тоже осваивается в новом весе, олимпийском весе 65 килограммов. И, конечно, сложно. Но на чемпионате Европы я считаю, что он был неплохо, он выступил, но судейского неправильно поступили с ним судьи. Да, да. А судейская ошибка, грубейшая ошибка была судейская. Да. Отобрали парню медаль. Да. Да, я за него переживал, потому что мне нравится, как он борется. Да, конечно, очень тоже техничный, разнообразный борец. По телевизору смотрел, я думаю, что сделать, как ему помочь. Я сам всю жизнь, сколько лет был на ковре, судил. Но вот такие вот в наглость клубы, нельзя так поступать. Медаль у человека отбирать. Да. То, что здесь было, Мусукав, когда Лебедев, это все ерунда, это нормально. Вот там Скрябин конкретно отобрали, зажали на Европе.
Минута 20 остается до конца. Да, он не отдаст. Он такой вот. Саидов уже Да. 2-0 ведет, и уже сложно будет, конечно, у такой горы. Там 2 балла. Но хотя, конечно, Камиль Гасеми досрочно завершил свою схватку с ним в полуфинале. Да, там не почувствовал. Скрестный захват взял и уже с мертвой хваткой покатил в такой по ковру. Досрочно выиграл. А вот еще раз напомню, что Аял Лазарев в свое время, когда стал чемпионом Азии, выиграл как раз у Камиля Гасеми, который сегодня является двукратным призером Олимпийских игр. Он брал медали бронзового качества и в Лондоне, а потом в Рио вышел в финал. Саидов еще закрепляет свой успех. Сейчас возьмет 2 балла. Да. Да, и 2 балла. Ох ты! Какую тяжесть сейчас. А ему они не нужны. На шпагат аж сел. Ему эти 2 балла не нужны. Да, Саидов выигрывает схватку со счетом 0-2 и становится бронзовым призером. Да, и обладателем сертификата. Его, наверное, столько медалей не интересует, сколько сертификат. Но он украсил тоже наш турнир. Тоже конечно. Имя громкое. Да. Заслуженный человек тоже. И боролся он достойно. Да, и заключительная схватка наших соревнований. Борьба за золото супертяжелой весовой категории. Давайте посмотрим за выходом наших спортсменов. Я думаю, что это будет достаточно эффектно. Какие богатыри выйдут сейчас. Нацакцурен Залбо, тоже наш хороший знакомый. Вызывает спортсмена. Выходит Нацакцурен Залбо, сосредоточен, вынашивал, видимо, планы, как выиграть в финале. Посмотрим. А знаете, у Ирана есть золотая медаль, а у монголов нету. Пока нет, да. Это... И последняя надежда, кстати. Конечно, да. 5 финалов и пока ни одного чемпиона. И Нацакцурен Залбо, последняя надежда Монголии на золотую медаль. А вот и Камиль Гасеми, знаменитый борец, без сомнений, конечно. Каждый, кто знает борьбу вольную, знает и Камиля Гасеми. В супертяжелом весе это один из лучших борцов мира, безусловно, да? Да. И борцам это тоже, мне кажется, нравится, тоже выход. Не на каждом турнире так, конечно, выход. Конечно. Там. Богатыри сейчас сойдутся. 2 скалы. На самом деле, вот в этом весе они самые такие вот яркие вдвоем. Да. Их жребий их развел, да? Развел справедливо. Нацакцурен Залбо, мне кажется, еще так подсушился. Он раньше, мне кажется, даже чуть больше все-таки у него было лишнего. Ну, и так по фактуру поменьше у него видно. Да. Хороший, может быть, должен быть в форме. Они ведь готовятся к чемпионату мира, это команда из Монголии. И Камил тоже с прицелом на мир сейчас ходит, да? Ну да. Возможно, и там они встретятся. В Будапеште в октябре. Борьба за первое место. Ну, они на Азии, наверное, встречаются. До 125 килограммов ведут в красном трико. Прекрасный город Будапешт. Вы были, наверное? Да. Там постоянно Я на чемпионате мира был. В 2013 году? Да. И я тоже, кстати. Там. Да? И по юниорам там тоже первенство мира проводили, я судил.
Призер международного турнира На Дунае, да? Монголия Опен. Очень красивый город. Бронзовый призер международного турнира Волга. Европейские все красивые города. Да. Но он особенно хорош. Ну да, да. Такой исторический центр. Варшава тоже, центр тоже красивый. Достоин высокого звания Проходят многие Камил Гасеми. Золбо Нацаксурен, Монголия. Но защитился, молодец, Золбо. В синем трико Комели Казими, Иран. Интересно, что означает имя, да, Золбо. Такое очень звучное и подходящее, скажем так, да, для такого крупного. Среди юниоров 2007-2008. Золбо Нацаксурен. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года. Камил Бронзовый Гасеми. призер Олимпийских игр 2012 года. Комели Газеми, Иран. Вот иранских тренеров тоже всегда подмечаю, они такие очень активные, да? Вот, видите, все время на протяжении всей схватки обычно такие комментарии идет. Прям хочется посадить тоже рядом. А что прокомментировать, что очень активно, так эмоционально себя ведут. Нет, у них есть там тренеры, вот на чемпионатах мира они так себя нагло ведут. Эти-то спокойные. Еще, да? 1-0. Да, бывает, там выбегают на ковер и так далее. Да, бывает такое. 1-0 Гасеми за счет предупреждения сопернику. Ну, Золбо, что это пока не заботит. Ему... Я думал, легкая схватка будет у иранцев. Ничего. Золбо тоже чувствительный, тоже. Ну да. Он родился, что называется, борцом, да, тоже. Думаю, в национальной борьбе он Это у них боролся. первый номер, да? Ну да, на сегодняшний день. Нацаксурен первый номер. Он и призером даже на Ирыгинском был, даже не один раз, 2, по-моему. Сейчас я припоминаю, да. Ну, он подсушился, да, правильно сказали. И выиграл вчера в хорошей схватке с таким мастером, как наш бурятский богатырь, Балдан. да, Балдан Цежипов. Это же тоже о многом говорит, что он, значит, в хорошей форме. Нацаксурен. И вот сейчас заключительные 3 минуты. А мы вот сейчас это Монгол Гоби было, там тяжело 10 цидопов были. Балдан выиграл. Я не помню, с кем он в финале боролся. Ну, чемпионом там был. Ну, Камил Гасеми тоже не выглядит уставшим, да, после первого периода. Да. Такой тоже в хорошей форме он находится. Очень активно начинает второй период, понимает, что сейчас он может получить тоже предупреждение, да. И уже Нацаксурена, кажется, в выигрышной позиции 1-1. Монгол Гоби вот проводили 3 страны всего, 3-4 страны было. И то там из одной страны 2 человека боролись. Россия, Монголия и Казахстан. А по женщинам был рейтинговый. Там вообще также Монголия, Россия и Казахстан, больше никого. А у нас 33 страны, да? Да, призового фонда не было. Ну, это же хороший турнир, Монгол Гоби раньше сильно проводили. Да. Кстати, про турнир Тбилиси тоже такие не очень лестные отзывы слышал. Вот жалко, что вот такие традиции, да, вроде Тбилиси, это малый чемпионат мира был в свое время, Советский Союз. А сейчас уже не так, уже традиции. Хотя борьба вот такая, вроде на подъеме, да, олимпийские чемпионы, призеры Олимпийских игр, чемпионата мира. Такая яркая школа. Нацаксурен. Давай, Монгол, надо золото. Да, ему еще одно сейчас предупреждение, да? Ну, как вижу. Ему дали Монголу? Да. Ну,
Не знаю. Борьбу за первое место весовой 2-0 уже ведет Камил Гасеми. В красном трико представитель Монголии. Минута 20. Ну и Залбо сейчас уже надо рисковать опять же. Его соперник в синем трико Проигрывает. представитель команды Ирана. Надо 2 балла брать. Сам чуть не провалился Да. сейчас. Нет, я думаю, иранец не отдаст. Доведет до победы. Монголам не суждено золото. Но еще целая минута. Пока действительно 4 серебра, 4 серебряные медали. Гасеми сейчас отстоит 40 секунд или нет? Стоит. Это тяжелый вес. Ах ты, чуть-чуть не получилось. Ну, конечно, повыше, да, Камил Гасеми тоже. Чуть... Ну, надо рисковать, надо идти. Че, все равно проигрываешь. 20. У тебя больше схватки нет. Это последняя у тебя схватка сегодня. Ну, все. Кто так делает за 10 секунд такие движения? Ну, отдал все силы, надо отдать тоже должное. Ну, конечно, что Залбо. монголам мы сделаем? Да. Но у Монголии 5 серебряных медалей. Лучше одно золото, чем 4 серебряных. 5 серебряных. Ну, поздравим, да, спортсменов. Камил Гасеми становится чемпионом 11-го международного турнира Гран-при Дмитрий Коркин у нас в Якутске. И двукратный призер Олимпийских игр будет на пьедестале почета нашего турнира. Ну а Залбо Нацакцурен становится серебряным призером. У нас готовится интервью. Давайте послушаем. Рядом с нами бронзовый призер нашего турнира весовой категории до 92 килограммов Максим Толмачев. Итак, Максим, поделись впечатлениями. Как оценишь свое выступление на этом турнире? Ну, выступление свое оцениваю среднее. Ну, не хватает опыта, уровня борьбы, как у финалистов. Ну, а так мне понравилось. А общее впечатление по приезду в Якутск? С собой увозите бронзовую медаль? Ну, турнир очень хороший. Организация на высшем уровне. И я очень рад, что я завоевал 3-е место. Ну и какие дальнейшие у вас спортивные планы? Ну, планирую поехать в Белоруссию на сборы, подготовка к чемпионату мира, и ну, там дальше посмотрим. И хочу посвятить эту победу своему папе, у него сегодня день рождения, и с юбилеем. Желаю ему здоровья. Хорошо, спасибо вам большое, успехов. Итак, на этом у нас завершается турнир, 11-й турнир, международный турнир памяти Дмитрия Петровича Коркина. И, конечно же, хотим еще раз напомнить, кто стал медалистом сегодня в составе сборной команды Якутии. Это в весовой категории до 61 килограмма выиграли медали Айсен Потапов и Нюргун Александров. Ну и, конечно же, интервью Максима Толмачева вы только что слышали. Он стал медалистом весовой категории до 92 килограммов. Вот он перед вами. И церемония награждения турнира в этой весовой категории. Ну и Максим, конечно же, доволен и счастлив, что стал призером нашего турнира, который посвящен в этом году 90-летию нашего великого тренера, заслуженного тренера ЯССР, РСФСР, СССР Дмитрия Петровича Коркина. Дело его живет, и этому подтверждение 5 медалей, которые завоевали воспитанники Якутской школы вольной борьбы. Очень доволен, конечно. И мы, конечно, очень рады за Максима Толмачева. Ну и вчера, мы знаем, герои нашего турнира Ариан Тютрин, весовой категории до 57 килограммов. И Виктор Рассадин, лидер нашей команды, капитан нашей сборной, стал чемпионом в весе до 65 килограммов. Ну и
В 92 килограмма еще одна медаль уезжает в Монголию. Луфсандорш Туктартох завоевал бронзу. Серебряная медаль у Анзора Уришева, опытнейшего борца из Красноярска, заслуженного мастера спорта России. Ну и золотая медаль досталась молодому и перспективному борцу из Осетии, чемпиону Европы Артуру Найфонову. Сейчас он тоже зайдет на пьедестал почета. Очень неожиданные тоже у нас были сегодня результаты во многих весовых категориях. Артур Найфонов перед вами. Ну и поздравим еще раз всех участников, всех гостей наших, конечно же, всех болельщиков. Праздник удался, наш турнир, конечно же, получился просто на славу. И вам, дорогие телезрители, большое спасибо за внимание. Смотрите спорт, любите вольную борьбу, занимайтесь спортом, будьте здоровы и до следующих встреч. До свидания.